событие, о котором мы много говорили, то есть запрещено было возвращаться для проживания в горной части нашей Родины, в такие районы, как Галанчожский, частично и Тумкалинский, Шаройский район, Чеберлоевский район. Власти запретили обратно селиться в горной части, дабы было проще контролировать и заселить всех чеченцев на плоскостную территорию. С чем это связано, я думаю, многие, в принципе, понимают. Что же касается того, что потом произошел бунт, представители нашего народа поселились писать бывшую область или в часть Терской области, то входили в непосредственно в Дагестан и так далее и тому подобное. Но благо есть люди, которым не безразлична история нашей Родины, которые ищут, которые смотрят, проверяют. И вот буквально на днях я получил подтверждение тому, что эта информация недостоверна. Найдено старое кладбище, на которых захоронены представители нашего народа. Эти кладбища до того еще, как были переданы Шелковской, Наурский, частично Каргалиновский район нашей Родине. До этого на этих землях найдено огромное количество захоронений представителей Нохчи народа. То есть года там это и 19 век, и 20 век, начало 20 века, чтобы было понятно. То есть это даже до депортации чеченцев, как говорится, до депортации чеченцев. Вот. И, конечно же, непосредственно, что я хотел бы сказать еще. Мы многие, возможно, я обязательно этот пост опубликую, почему, с чего я взял, что там, конечно, могут возникнуть вопросы о том, что это не наши земли, что это не наши кладбища и так далее и тому подобное. Но хочу, чтобы было понятно, на всех этих кладбищах были найдены могильные плиты с исконно чеченскими петроглифами, которые есть по всей территории Нохчичу, и они принадлежат однозначно представителям нашего народа. Кроме того, конечно же, вне всякого сомнения, никто не спорит и не говорит, что эти земли некогда там не проживали представители другого народа. Конечно же, проживали, конечно же, жили. И в этой местности проживали и нагайцы, и остальные народности, которые в тот или иной период поселились там. Вот, что хотел еще добавить. Так, сейчас я... Очень хорошо сохранились могильные плиты, надгробия, которые принадлежат. Но, честно сказать,
некоторые, возможно, и могли бы сказать, что они более свежие, но любые, так, или любые вопросы отпадут. Тот, кто может увидеть, есть и координаты, есть и место, где это все, как говорится, находится. Поэтому, так, вопрос. Эц войнах два канала чукасин видео бухах нохчи бубу шацханах бук и хумш поддерживать. Яш матамшин хум хардам ушвей лоуш буевой нохчи бубу цханах бу иш. Комментатор. Честно сказать, я эти видео этих людей не смотрю. Для меня эти видео, к сожалению, или к радости, я не знаю, кому каждому по-своему, являются необоснованные. Стремление к этому братству было бы актуально, если бы многие придерживались этого. Но я видел некоторые видео, которые пытаются как-то завуалированно оказать конкретное принижение этнонима Нохчи. И я буду говорить за свою, непосредственно за нашу историю, и поднятие вопроса непосредственно о том, что благо удовлетворить конкретных некоторых людей, мы должны называть себя войнахами. Это якобы приведет к единству и так далее и тому подобное. Давайте вспомним. С 1957 года, 57-й, 97-й, это 40 лет. Без малого 30-35 лет прожили вместе. Давайте будем откровенны друг к другу. Прожили 30 лет, 35, 40 лет общей республики, которая называлась Чечено-Ингушская автономная республика. За все это время под разными причинами, вещи, которые никогда не слышал, я и не мог себе даже представить этого. За все это время многие люди держали за пазухой камни, нет, не те камни, которые рассказывает Руслан, там 1,60 м, нет, не про эти камни речь сейчас идет, камни метафорические, речь идет конкретно о чем? О том, что начали говорить, что найденные исторические, сейчас буквально недавно были найдены еще какие-то артефакты в Горной Ингушетии. Там кто-то задал вопрос, кто-то написал комментарий, якобы, что в советское время все, что найдено в Горной Ингушетии, привезено там туда-сюда и так далее и тому подобное. Обвиняю в этом, опять же, представителей нашего народа. Я вам сейчас поясню, почему и к чему это идет, и вот эти комментарии. Но ни один из них не говорит, что была Первая Чеченская война, что разграбили, разбомбили, и это все сделали не чеченцы. Они говорят, лучше бы, чем это все отправляли в Грозный национальный музей, осталось бы в частных коллекциях нашей, своего региона. Примерно я привожу один пример. Другие упрекают, что при расставании, то есть, что все дотации, все деньги уходили в Чеченскую республику, то есть в Грозный и прилегающие к нему, то есть нефтеперерабатывающие, что вся экономика находилась на территории Чечни. Это второй упрек. Третий упрек, что якобы, опять же, дали земли взамен пригородного района. Хотя это все с самими непосредственно представителями ингушской интеллигенции. Миллион раз мы публиковали это на разных газетах, в разных статьях. Даже сейчас этот проживающий в Европе депутат от ЧССР Фаргиев, который люто сейчас обвиняет всех чеченцев, ночи пишет им мемуары, пасквили, оскорбляя
многих людей в национализме и так далее и тому подобное. Есть статья его, и она, кстати, есть у меня, я публикую, где он рассказывает, говорит, ни о каком разделе речи быть не может. Сунжинский район не оспаривается, это нам не нужно, мы говорим только о пригородном районе и так далее и тому подобное. Третий факт обвинения. Четвертый факт обвинения. Все, что можно. Хотя я потом начну вам отвечать на эти все факты, конечно же, какова была реальность всего этого. И таких обвинений, хоть и проживали в единой республике, потом вот эти сказки ингуши в Назрань, русские в Рязань, татары в Казани, вот эти обвинения и так далее и тому подобное. Их было уйма, мы увидели это. Кстати, по этому вопросу и была написана вот эта книга в основном, которая называется «В поисках национальной идентичности», которую мы видим. Я вам показывал, и в любое время можно зачитать, там ряд вопросов очень много. И по сегодняшний день многие начинают говорить, вот Советов в ЧССР украли это, украли то и так далее и тому подобное. Конечно же, я не спорю, что в это время были реальные люди, которые верили в войнахство. Еще раз повторюсь, войнахи – это термин, этноним, обобщающий этноним был введен в 1928 году, как этноним народа, название народа чеченцев, послушайте, чеченцев, ингушей и бацбийцев. Никаких других акинцев, терлоевцев, арстхоевцев и так далее и тому подобное, как сегодня некоторые на том же войнах Доги или на другом, где они пытаются писать, что вот они или мелхи, что этого нет, никогда не были мелхи никакими. И этот этноним, кстати, я вам рассказывал, почему он вошел в обиход, потому что компактное во время депортации всех называли этим именем с самого малого детства, когда закидывали в вагоны и так далее. Там не было деления конкретно такого. Вот вы чеченцы, вы ингуши, нет, вы войнахи. И это очень сильно, конечно же, как говорится, легло в память народа и очень сильно. Хотя, да, конечно, начинают рассказывать о мухаджирстве, якобы мухаджиры, которые уехали еще во второй половине 19 века, что они использовали это слово. Конечно же, использовали это слово. Не использовали как этноним. Войнах – это два слова, наши люди. Все. Не этноним национальности и так далее и тому подобное. Чтобы было понятно, сегодня, кстати, многие ингушские представителей Саакашевич Сакадзоев говорил об этом очень много и рассказывал, что и Базоркин об этом в своей книге в 70-е годы говорил, что это слово специально выдуманным Яковлевым и Мальсагом, чтобы убить название там чеченцы и ингуши в своей книге еще в тот период. И это еще в советское время, это еще до того, как непосредственно как расстались два субъекта. Поэтому каждый желающий, говорящий об этом этнониме, сейчас очень сильно активизировались, некоторые особенно воодушевились, эти представители, с выступлением Матвиенко. Потому что одни видят объединение Чечни и Ингушетии, другие видят объединение, то есть те, которые вообще сильно ненавидят чеченцев, видят лучше, то есть по комментариям они говорят, лучше объединиться с Осетией, чем с Чечней. Тем самым мы вернем пригородный район. Вот. Вы можете это все увидеть в социальных сетях. Воодушевлены войнахи. Почему? Потому что они в надежде, что, если восстановят, нужно какой-то термин, и этот термин будет возвращен, то есть мы должны быть войнахами. Мы не можем быть нохчи, а нохчи это только восточные чеченцы и так далее. И тому подобное. Хотя миллион доказательств есть
и публиковали, и публикуются. И буквально, если вы хотите, я вам сегодня могу из разных 5-6 источников, начиная от Берже, заканчивая военными генералами и всеми остальными учеными, энциклопедистами, написаны статьи, что все называли себя ночью. А остальные 20 обществ, они там могли быть там атагинцы, назрановцы и так далее и тому подобное. Я это много раз публиковал, и мне внизу писали: ты хочешь нас сделать чеченцев? Валлахи, биллахи, талахи, я не стараюсь никого никем сделать. Я констатирую исторический факт. Что послужило и как мы себя называли, мы лучше знаем, мы никак себя никогда так не называли, это нам не нужно и так далее и тому подобное. Есть, конечно, и такие люди, приверженцы этого, их немало. Вот с этими людьми нужно вот этим людям работать и проводить. Я вижу в этом одну проблему. Введение в обиход этого слова – это просто уничтожение названия. Понимаете? Поэтому уничтожение самоназвания нашего народа. Мало того, что и так нам навязали вот это название чеченцы. До сих пор ученые сами никак не могут определиться, и российские ученые. Вы видели, начиная там с 19 века, грубо говоря, не с 19 даже, с 17 века есть название город Чечен, есть название селения Чечен-Аул и так далее и тому подобное. Никак не могут определиться, как же появился этот термин. Появился он от адыгов, появился он от осетинов, появился он от селения и так далее. Там столько же версий, сколько там можно сказать и об остальных. Этих версий достаточно, мы их всех публикуем, никто из нас это не скрывает. И мы знаем прекрасно это. А все остальные вот эти нарнийские выдумки от злого Изи, от татарского, тюркского и так далее и тому подобное, вы должны понимать. Тюрки – это пришлый народ. Это завоеватели в свое время. Они пришли, завоевали и остались. Что могут дать Магомед-че об объединении? Нет. Именно конкретно речь не идет. Там говорится, чтобы было понятно всем, там речь идет о слабых субъектах, субъектах-банкротах. Их нецелесообразно экономически держать. И поэтому нужно их укреплять, то есть сделать крупнее. Некоторые говорят, что это записи более раннего периода. Некоторые сразу вспоминают слова Жириновского, что нужно объединить Чечню и Дагестан, Осетию, Ингушетию и так далее и тому подобное, что долго-давно к этому шло и остальное. Поэтому всего лишь предположение. Речь конкретно о Чеченской республике там не идет. Но люди, которые живут в республиках-банкротах, сразу, как говорится, загорелись и начали писать статьи, разжигающие. Я не знаю, где этот Войнах Дуаг и все комментаторы, которые под ним сидят. Я сказал представителям Войнах Дуаг Вала, этот, который сидит, ерунду, который несет то ли Франции где-то, который сдался чеченцам, а сейчас называет себя отдельно, ведя философские разговоры, начинает говорить: мы отдельный народ, мы ингуши, уарстхуай, чеченцы и так далее и тому подобное. Это не он один первый, честно сказать. Есть и богословы соседних регионов, которые это говорят. Есть прекрасно этот момент, пытаются использовать сюли, тоже максимально. Вот акинцы не хотят быть чеченцами и так далее, тому стравливая реальных представителей нашего народа, чеченцев, чтобы мы ненавидели и не обращали внимания на часть своего народа, которая 200 тысяч человек проживает сегодня в соседствующей республике. Они исконно там проживали. И как их присоединили, все остальное, это оставим исторически. Но факт остается фактом, чтобы рассорить. Такие же попытки делались и с панкийскими чеченцами. Тут уже делили не столько по национальному подлогу, а тут делили уже
непосредственно по политическим взглядам максимально, то есть хотят сказать, вот они приверженцы этой власти, эти сюда, чтобы стравить представителей Нохчи народа, которые проживают здесь и уже на протяжении 200 лет проживают в Панкисе, в Грузии. Поэтому эти моменты никогда не прекращаются и не прекращались. И я вам больше скажу, вся проблема в том, что мне начинают говорить, вот мы же просыпаемся, мы же все это понимаем. Нет, хорошие мои. К сожалению, не просыпаемся, и, к сожалению, не все проснулись. И многие сейчас это думают, что это не актуально. Валлахи, актуально будет и есть. До тех пор, пока самосознание нашего народа о своей родине, о своей истории не будет на должном уровне. Бывают моменты, когда бывает вот этот национальный всплеск всего своего родного, там, чехлы на телефоны, одежды, язык. Бывает резкий всплеск, и потом все спадает на нет. Потому что люди думают, вот зачем? Послушайте, зачем нужно национальное? Мы, опять же, повторюсь, мы никогда не говорили, и даже когда мы были независимыми до завоевания Российской империи Кавказа, вы знаете, что на территории Чечни получали политическое убежище многие, которые бежали от своих шамхалов, нуцалов, князей и так далее и тому подобное. Они прибегали к нам и получали здесь непосредственно защиту. Они получали здесь сегодняшним языком политическое убежище. То есть не было ярого вот этого шовинистического, националистического отношения к этим людям. Да, были определенные правила, да, эти адаты, которые нужно было соблюдать. Если кому-то это кажется националистическими или шовинистическими или расистскими взглядами, тот мог просто пройти мимо и пойти в другой регион и поселиться там. Там просить политическое убежище. Почему никто не говорит, почему бежали именно в Чечню? Бегут просить помощи к сильному, не к слабому. Адыги, кумыки, некоторые сюли и так далее, лакцы и остальные, как мы знаем, получали здесь политическое убежище. Да, их не так много, да, их небольшое количество, но они получали. Точно так же получали некоторое небольшое количество и так называемых терских казаков. Точно так же получали даже солдаты во время Кавказской войны, когда они понимали, что какие каббалистические непосредственно были законы на стороне там, своего начальства и какое отношение к воинам было в имамате Северного Кавказа, имамат имамат Северного Кавказа во время имама Шамиля, в первую очередь во время шейха Мансура, потом уже во время имама Шамиля. Переходили, небольшие части, но переходили. И вот сегодня вот украинцы у вас есть, там украинский тейп был у вас, поляки были, немцы были. Возникает вопрос, так почему они прибегали именно к Нохчи народу, а не к вам? Вы же великие, древние, сильные, один имел государство по правую сторону реки Аргун, другие имели по левую сторону реки Аргун. Почему они к вам не бежали? Почему они у вас не просили? Очень странно. Не просили. Потому что не было ни равноправия, не было ни справедливости, а у других не было просто ни экономической, ни военной мощи. Вот поэтому и не просили. Вот. А высказывания некоторых людей типа, вот, я просто не хочу называть имена, чтобы сегодня вот как бы сразу не перешло, потому что если я назову имя, сразу будет понимать конкретно, с какого региона это идет. Начинают говорить, вот, короче, вас создали Российская империя и так далее и тому подобное.
Когда пришли первые элементарно простые вещи. Когда пришли первые русские, грубо говоря, на нашу территорию. Ну, плюс-минус, пускай со времен Ивана Грозного. Опять же, это в основном плоскостные территории, не горная часть, которая всегда была независима. Во время Ивана Грозного. Ну, пускай это будет 15 век. Все ученые, которые взяли анализы, археологические данные, которые взяли фольклор, это лингвисты, все как один говорят, что нохчи являются автохтонным народом, и на этой земле даже по самым скромным оценкам 2-3 тысячи лет. 3000 лет. И 15 век, я думаю, не нужно здесь быть великим математиком, чтобы это понять. То есть, когда пришли сюда завоеватели и империя российская, могущественная на тот период, самая сильная империя, ни Османская, ни Персидская империя не могли сравниться с ней. И поэтому проиграли, поэтому и появилась Армения и так далее и тому подобное. Поэтому Дагестан перешел весь фактически, до Дербента перешел. Сперва во время Петра I, а потом на определенный промежуток отдали, а потом уже во время Екатерины II полностью, насколько я помню. Если могу плюс-минус ошибаться. Это была Великая империя на тот период, которая перебросила все свои военную мощь на Кавказ. И на протяжении 20 лет здесь как минимум минимальное количество солдат было 200 тысяч. В конце уже этого всего промежутка после крымской, турецких компаний, европейских компаний, французских, все эти войны были направлены сюда, и контингент российской армии был до 360 тысяч, говорится в некоторых. 360 тысяч отборных царских войск, полностью экипированных против горцев, которые бегали по лесам, горам небольшим количеством и отражали, защищали свою родину. Поэтому, когда люди начинают говорить, что вот русские пришли, вас нет, Россия, с одной стороны, зашла с Чеченского пролива, ныне который называется Аграханский пролив, из острова Чечень, с одной стороны, но в то время они шли воевать не против чеченцев, они шли воевать отвоевывать побережье Каспийского моря, и это при Петре Первом вместе с Апраксином, когда они пришли. И тут в этой части оказалась большая часть чеченских воинов. Некоторые говорят, были частично с ними и кумыки. Они нанесли первое поражение, но в дальнейшем они проиграли, ушли, внезапное нападение, ушли. Кумыки этот вопрос решили, отправили князя, Челобитное, все остальное, с дарами к Петру Первому. И все закончилось. Это первое столкновение, если можно говорить как таковое, сильное, которое могли. Об этом уйма написано, вы можете проверить. Сказания, предания. Сейчас, конечно, многие пытаются это изменить и поменять, но факт остается фактом. Это 18 век. Потом начинается завоевывание Центрального Кавказа, то есть фактически начиная с Западного Кавказа. Это адыги. Там тоже проходят военные карательные экспедиции, освобождение этих земель, то есть Причерноморье потихоньку зачищается. Сейчас я по очереди отвечу.
понемножку начинается освобождение. И когда они столкнулись с этими обществами, в дальнейшем и Берже об этом пишет, когда они ознакомились более детально, близко и с назрановцами, и всеми остальными, они прекрасно понимали. Методика из Древней Римской империи ничего не изменилась, разделяя и властвуя. Какая-то часть более воинственная, какая-то часть, которую можно привлечь, одарить, с учетом того, что были очень скудные земли. В горной части это проблема реальная. У тебя может быть хоть какая башня, но от нее пользы нету, если у тебя нету земель для пахоты, выпаса скота и так далее и тому подобное. Конечно, для того периода, если тебе говорят, ты будешь служить нам, ты получишь огромные наделы от этих варваров, которые мы у них заберем, а они с нами не справятся, потому что мы самая могущественная империя. Точно так же было и в вопросе с Деникиным. Многие сегодня, вот особенно в последнее время, с Деникиным начали поднимать вопрос, вот Деникину показали, Деникину ничего не показали. Все закончилось в течение 6 дней. До тех пор, пока определенные части не ушли в Грузию, не ушли в горы, Орджоникидзе не ушел через горную Ингушетию, в Чечню и так далее и тому подобное. 6 дней. После этого заключили, да, за эти 6 дней погибло определенное количество людей. Никто не спорит об этом. Но никакой речи о 18 тысячах и быть не могло, и рядом не стоит. Потому что здесь Гайтинское сражение, Алганюртовское сражение. Положили, 1000 людей положили свои жизни. У нас информация от 700 до 800 или до 1000 человек с нашей стороны. И с той стороны где-то приблизительно до 3000. Как мы думаем? Мам. So efiri ama o mam. Açık el ağrılar tutuşur. Sodok hani efiri o. Да, мобил. И по этому вопросу, столкнувшись с этими обществами, ученые, в отличие от военных, которые имели конкретные политические какие-то, политическое видение по разрешению этого вопроса, нужно было в первую очередь защитить кордонную линию, которая называлась военно-грузинская дорога. Построенная крепость Владикавказ, а в дальнейшем и построенная крепость Назрань. Расселение там, непосредственно заселение эту местность там терскими казаками и лояльными представителями некоторых обществ, служило только для одного, для защиты этой дороги от набегов. И мы знаем, что были нападения со времен шейха Мансура, потом имама Шамиля, великое отражение, как они говорили, когда имам Шамиль пришел насильно навязать ислам и так далее, там, как они его прогнали и так далее и тому подобное. Имама Шамиля не прогнали наши, как говорятся, некоторые представители. Имам Шамиль воевал не с ингушами. Имам Шамиль воевал с царской Россией. И никогда нету ни одного документа и указа, где говорится, что имам Шамиль воевал против ингушей, против осетин. Нет. Он даже как такой и против грузин-то не воевал. Они делали набеги, они захватывали определенное количество, там обменивали, захватывали с княжеского рода. Грузия на тот период была, как говорится, фаворитом России. Это была частью Российской империи. Понятное дело, сейчас речь не о том, чтобы никого там задеть или обидеть. Нет, Грузия видела союзников в первую очередь, потому что это были и Россия, и Грузия была православными. А все остальные, окружающие Грузию в данной ситуации, Армению и Осетию,
в основе своей, там, кроме определенного. Все остальные были мусульмане. То есть они были в капкане. И, само собой, политическая обстановка, и они, когда договаривались, ну, вы знаете, что Ермолов, я не буду говорить как представитель Академии Бузуртана, он говорит, что Ермолов строил мечети и так далее, там вот эту лабуду и сказки вот эти рассказывать я не буду. У них было конкретное презрение на тот период, и у нас было презрение, имеется в виду у кавказцев, мусульман, к ним, поэтому их называли геурами, неверными и так далее и тому подобное. Они называли их магометанами и так далее. Если было бы иначе, как говорит Руслан Бузуртанов и так далее, и тому ему подобные, которые говорят о том, что якобы строили здесь мечети, больницы, принесли цивилизацию, таким образом преподносил, оскорбляя представителей нашего народа, я хочу привести определенный пример. Зачем во всех документах, когда говорится о шейхе Мансуре, первом имаме Кавказа, почему говорят как лжепророк, магометане и так далее, именно вот с таким образом? Зачем после него, даже во время Большой Кавказской войны, многие рапорты военных указывают, они принимали христианство, пошли в Кизляр договариваться, там часть приняла христианство, часть это и так далее, православие точнее. Почему им были большие поблажки? Это же все было. Это все было, и это не избежать. Факт остается фактом. Такова была на тот период. И с нашей стороны было не лучше. То есть по указам имама Шамиля любой человек, который принимал сразу, без всяких разговоров, нужно было его обезглавить, убить, если кто-то сменил веру. Это было, это вообще никто даже с этими, никаких разговоров и церемоний с этими быть не могло. Поэтому, когда хвастаются, говорят, что якобы имамом Шамилем, имам Шамиль не воевал против мусульман. Мусульман ингушей, мусульман адыгов и так далее и тому подобное. Вы не забывайте, еще в период, начальный период, 39-е, 40-е, 41-е года, Ташу Хаджи Саисанский, Наиб Ауха доходил до адыгов, распространяя, возрождая ислам. Ташу Хаджи, который является наибом одного из самых восточных наибств того периода. Он ходил с распространением ислама вплоть до Адыгеи. Сам шейх Мансур, первый имам Кавказа, учился у тестя Магомеда Яракского, у лезгинов. Доходил до Лезгистана, так, если сказать, до древней Албании. В тот период это не было уже Албании, частью Дагестана. Поэтому в этом вопросе очень много интересных моментов, которые многие не знают. Но болтают, чешут языком и приукрашивают. Здесь был вопрос, почему Джокола ушел и Джокола не любил. Джокола можно добавить и Дуиси, не любил имама Шамиля, и почему они перешли в Грузию. Но дело в том, что вопрос даже не в том, что там был имам Шамиль для начала. Любого Сюли, который пришел с Востока, было негативное отношение у чеченцев. Западных чеченцев. Всегда было это однозначно. Дело в том, что с презрением относились, потому что разная ментальность. Об этом в свое время пишет и Дубровин. Хоть и вы можете сказать, что это конец 19 века. Однако он зафиксировал материалы, где он рассказывает, и солдаты беглые, которые рассказывают, как с презрением даже восточные сами нохчи относились к Сюли. Дело в том, что презрение здесь не столько националистическое, а сколько сама структура и государственная
структура, которая была, то есть на тот период, у них были рабы, у них были князья, у них были ханы. Эта система никак не укладывалась на территории нашей Родины, но никак не укладывалась. Да и плюс уже во время, чуть ранее, если забежать не говорить, да и плюс уже во время имама Шамиля, когда имам Шамиль фактически получил безграничную власть на территории Нохчичуя, даже в горной части, западной, восточной и везде, в большой и малой Чечне, безграничная власть. Дело в том, что многие Нохчи, хоть и являлись мусульманами, очень сильно оказывали сопротивление. В Чеберлое, в Шарое, в Этумкали, в Галанчоже оказывали сопротивление, потому что не были готовы подчиняться шариатскому управлению. Чтобы было понятие, быть мусульманином – это одно. Дело в том, что этот период, когда ислам плавно входил в наш этнос. Плавно. Чтобы вы понимали, плавно в каком плане. Здесь не было насильственного навязывания. То есть создавался симбиоз адатов, Нохчи народа, и ислама. Как они сосуществуют, как они могут сосуществовать с друг другом. И за счет того, что, несмотря на то, что проникновение христианства, проникновение иудаизма было на нашу территорию, но ни один из этих, как таковой, религий не прижился с адатами нашего народа. Да, некоторые, вы можете сказать, а как же тушины, бацбийцы и так далее, которые приняли христианство, и оно вошло в симбиоз. Нет, уважаемые мои. Дело в том, что оно не вошло в том плане, что категорически были... Подождите, Шамиль Кавказ, я отвечу. Они, православие, христианство не запрещало распитие спиртных напитков и так далее и тому подобное. То есть это само собой приводило к конкретным убийствам, конкретным кровной мести. Были там ряд вопросов, которые не совмещались по нашим традициям. Но те, кто граничил с грузинами, для них это было уже, они на протяжении долгого времени взаимоотношения с грузинами, то есть притерлись друг к другу. А ислам, он более радикальный, в отличие от православия, и все это знают. Для нас это самое правильное, но для других религий он считается радикальным, чтобы было понимание. И, само собой, вот эти проблемы распространения, и не забывайте, область, где проживал Джопола, Майста, Хельдерой, Дуиси, Дуй, который обосновал Дуиси и селение, и Омала, который Джопола обосновал. Эти двое людей, зная вот эти противоречия, и там вопрос был не столько из-за Шамиля, нет, конечно, нет. Ушли они не из-за Шамиля. Очень скудные земельные наделы, это раз. Трудное место и экономически, и финансово нужно выжить. Джопола пришел фактически со всеми своими родственниками, знакомыми, там до 20 человек говорится. А на тот период эта область Грузии, она была опустошена. Есть версия о том, что говорят, опустошена разными заболеваниями, там, чумой и так далее и тому подобное. Другая же версия говорит, что она была опустошена от набегов дидойцев и непосредственно аварцев. С того угла набеги, убивали, скот угоняли. И без того это труднодоступные места. И эти места были более... Их, само собой, дальше продвигались, и они не останавливались. И Нохчи, зная эту проблему, у нас не было как такой, набеги к нам не делались здесь, они и уничтожались, и сразу
как-то умели расправляться. Зная и так взаимоотношения со своими восточными соседями, а именно Галанчожский, Тумкалинский, Шаровский район в основе своей. Ну, Шаровский более или менее еще, но и Тумкалинский, и Галанчожский район люто презирали, и ненависть была. Зная вот эти взаимоотношения, грузины, конечно же, воспользовались этими, и как Джоула воспользовался этим, и Дуиси воспользовался этим, они сказали, им для начала, не забывайте, вначале их, когда позвали, пригласили, разместили в совсем другом месте. Джоула отказался, как и отказался Дуиси в свое время. И они сами выбрали место, которое более для них подходящее, на что дали добро князья, которые грузинские князья, те, кто с ними хорошие отношения держал, тем более эти места были пустыми. Ну, пустыми как? Там были, частично проживали, небольшое количество осетин проживало, но в основе своей там эти земли были пустыми. Поэтому мы знаем с одной стороны тушины, с другой стороны небольшая часть грузины и осетины. В этом месте поселились Джоула и само собой они сказали, что они будут защищать непосредственно грузин от нападения, не позволят. И данное свое слово они сдержали. В разы сократились набеги через эту конкретную область на территорию Грузии. Это не говорит о том, что они перестали, нет. Есть моменты, где говорится после столкновения с кистинцами, когда были убитыми, и якобы Шамиль пришел с экспедицией, чтобы наказать их. Но когда на возвышенности он увидел местность, это Панкийское ущелье, что там был азан. Есть вот такая вот как бы полевой материал. И после чего имам Шамиль сказал, их трогать мы не будем и ничего не будет, поскольку они являются нашими братьями по вере и так далее. И обошел с другой стороны, зашел то ли через Хевсуретию он зашел, то ли через Тушетию он зашел, я не знаю уже остальное. Но нападения продолжались точно не через Панкийское ущелье. Вот такая ситуация была по Джоула и Дуиси. Почему и для меня, что Дуиси, что Джоула являются национальными героями нашего народа. Я их не разделяю. Дуиси был Дишни, Джоула был Майсто. Они оба представители нашего народа. И еще не забывайте, последний тейп, который окончательно приняли все ислам, это была первая половина 19 века. Горные Нохчи, которые последние приняли, это уже самая граница, это вот все. Они и следующие уже грузины. Они приняли ислам в 1823 году. Это зафиксированный документ. Я знаю название этого тейпа, но говорить я не хочу. Я не Руслан и его академия Бузуртанова. Поэтому, опять же, это не говорится, что ислам приняли Нохчи в 19-м. Нет, конечно. С 15-го, с 14 веке ислам был на территории Чечни. Но чтобы прямо были исламские центры, мечети и так далее и тому подобное, этого, конечно же, мы не можем, к сожалению, сказать. Хотя некоторые говорят, что 15 века мечеть сохранилась, другие другое говорят. Однако восточные Нохчи, то бишь ауховцы, акинцы, в том числе ламакки, арстхоевцы, которые проживали, приняли одними из первых ислам, то есть наши восточные рубежи. В дальнейшем там идет, уже поднимается в Ношх и дальше идет ислам. Поэтому не удивляйтесь. Ислам в Дагестане, вы можете посмотреть, по официальным данным, вся территория Дагестана в основе своей стала мусульманами на протяжении с 7 века по 15 век. 800 лет Дагестан принимал ислам. 800 лет. Там тоже было не все просто так. Люди автохтонные народы проживают 1000 лет со своими адатами, со своими правилами. Неважно, кто бы там ни был. К ним приходят и говорят, принимайте ислам. Нет, мы знаем, насильно это не получилось во времена Умара бин Хаттаба. Потом было завезено до 10, вроде бы говорили 10 тысяч
Некоторые говорят, я думаю, что 50 тысяч это приводит до 10 тысяч арабов с Шама привезены, размещены. То есть это были простые люди, которые работяги, средний класс. Вот их разместили рядом с Дербентом, и уже через народ этот простой начали распространять ислам. Таким образом. Но по всем официальным данным, которые есть и в Википедии, в Гугле, в других местах, вы можете посмотреть, на протяжении 800 лет принимал Дагестан ислам. И то, что чеченцы приняли его фактически столько же, там, если они приняли его, там, некоторые говорят с 10-го, но чтобы было понятно, 10 век, 11 век, вот эти периоды это проникновение ислама, это не тотальное распространение, потому что частичное проникновение было, но дальше вся вот эта дорожная карта, которая есть сегодня, ее не существовало. То есть это не как сегодня сел в одном конце там аухи в машину, и через 2 часа ты находишься уже в Карабулаке или там, я не знаю, или Малгобеке. Не было такого. То есть, чтобы ехать туда, нужно было день-два, и плюс ты должен был распространять, ты должен был быть алимом и так далее. Вот эти дороги, вся эта система, дорожная карта была уже непосредственно разработана намного позже, после завоевания царских. Стало проще передвигаться. А до этого это были сплошные леса, и не каждый ночью общество или селение позволяло. То есть, есть селение Герменчук, чтобы пройти через них, чтобы воины из селения Герменчук позволили пройти, там определенно нужно договориться или должна быть какая-то сила. Оттуда они выходят, допустим, примерно, через Герменчук выходят, идут там дальше, у нас идет там следующее село Мескерюрт. С Мескерюртом как отдельным независимым государством нужно было опять же договариваться, потому что Гермчик это отдельно, Мескерюрт это отдельно, Старые Атаги это отдельно, Новые Атаги это отдельно. И с каждым нужно было договариваться, и с каждым ты должен был найти общий язык. Друзья, закончился первый час, у нас закончился трафик на час. Сейчас мы продлим, не теряйтесь, и я отвечу дальше вам на ваши вопросы. Вопрос, мистер чеченцев, расскажи о участии чеченцев. Расскажем этот вопрос. Про Джокола я ответил. Дальше какие вопросы еще у нас были? Башлам, ведь Чеберлой разрешили сами чеченцы. Почему в Википедии указано, что якобы это сделали аварцы? Что разрешили? Я не понял. Вопрос о Шемиль Кавказ, я не понял, что за вопрос у тебя. Разрешили что? Так, дальше. Сколько численность чеченцев проживает в Дагестане? 200 тысяч. Минимум 200 тысяч. Сейчас я перезагружу и заходите в эфир, мы продолжим свой эфир. Минутку дайте мне.
вопросы, которые есть. Единственное, если с матом, предупреждай, а потом удаляй. Если мат конкретно идет, здесь взрослые люди, и никому это не нужно. Если же остальном, какими бы они ни были, злокачественными, якобы такие страшные, несмотря на это, я тебя очень прошу, пересылай, не удаляй. Потому что появились некоторые норницы, которые рассказывают и говорят, меня с YouTube канала удалили, я простой вопрос задал, он испугался и так далее и тому подобное. Ничего мы не пугаемся, не боимся. Пускай присылают. Если хотят поговорить, они могут зайти в Instagram через VPN, нажать вот эту камеру с плюсиком, и его будет видно, он может задать прямо вопрос мне в лицо, показывая свое лицо, если таковые имеются, или конкретные претензии, с чем они не согласны. Вот. И мы приведем друг другу контраргументы, пускай это будет и войнахи, пускай это будет любой желающий, без разницы, сюли, гири, галгай, галгаской, разницы нету, любой человек имеет право отправить. Только прошу, как бы, не носить вот такого оскорбительного характера никому, чтобы потом вы не плакали, не просили удалить данное видео, потому что вот я сожалею, что сказал, я был неправ. Такие случаи у нас были, поэтому я не хочу этого. Опечатка, говорит, разрушили Чеберлой. Там, нет, не разрушили Чеберлой. Во-первых, там не идет вопрос о всех чеберлоевцах. Знали ли об этом на тот период, были ли с имамом Шамилем чеченцы именно при этой экспедиции? Этот вопрос маловероятен, потому что знали ли после этого, знали чеченцы. Сами разрушили, там речь идет об одном из тейпов чеберлоевском, конкретно, которые противились. Но, опять же, не забывайте, у имама Шамиля была такая методика. Он все направлял в русло или в религиозном плане, или же использовал вот фактор, когда, чтобы чеченцы друг друга не выгораживали, направлял в экспедицию, там, возможно, направлял тех же аварцев, сюли или же других. При сожжении в Шаройском районе, при сожжении 30 человек в башне, когда он запер в башне и сжег их живыми, среди них в тот период, когда это происходило, тоже не было ни одного чеченца. А были те, которые непосредственно жили по соседству с Шаройским районом. Но сейчас, как бы это ни звучало дико, но факт остается фактом. Что касается чеберлоевцев, претензии были того, что якобы, когда наибы, чеченские наибы, такие как Шуайб Мулла, Байсангур, они высказали конкретно недовольство, было сказано, что они противились становлению шариатского государства, то есть чеберлоевцы, и за счет этого были наказаны. То есть они оказали сопротивление, и мы их наказали, что только таким способом возможно. Были и возмущения, там есть разговоры, где говорил, что конкретно были по этому вопросу недовольны. Но, однако, хочу вас, чтобы вы понимали, эту часть, включая уже непосредственно и наших чеберлоевцев, эту часть нужно было отвоевать. Там уже царская Россия владела этими землями в основе своей. И совместно и с Сюли и так далее и тому подобное. Эти земли первые делали нападения, освобождали чеченские наибы. Хотя многие об этом и сегодня не говорят. Вот. Что касается я надеюсь, чтобы было понятно, что думаю, что знали ли об этом.
руководитель имамат, кто был во главе, тот и был виноват. Очереди защиту и распространение ислама и защиту Родины от геуров и так далее и тому подобное. Так что не все так просто, а кому это приписывают и кому не приписывают, здесь можно говорить очень много. Вот. Что касается 200 тысяч, по самым скромным оценкам, Аухе и в прилегающих районах к Ауху проживает до 200 тысяч. Там начинают некоторые, такие как Красный Горшок, алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Красный Горшок, они начинают, вот они переехали уже позже, они переехали там после Первой войны, Второй войны. Да будет знать Красный Горшок и ему подобное. Пока это является территорией Российской Федерации, гражданин любого государства имеет право поселиться, купить дом, переехать куда он хочет. Если на то пошло, вся северная часть Дагестана тоже никогда не была. Но, однако, уже Дагестан потихоньку уже и земли Ставропольского края, и до Калмыкии дошел. Эти земли никогда не принадлежали дагестанцам. Никогда. И не были их вотчиной. Но сегодня они живут, и живут они, уже называется Дагестан. В северной части. Эти земли в основе своей, все, которые за флагом были, относились к Грозненской области или к Терской области. Кстати, Дагестан не входил в Терскую область. Дагестан был отдельно, Терская область отдельно. Кстати, Аух входил в Терскую область, он не входил в Дагестан. Четкие границы Дагестана, которые есть по карте, это река Сулак. Вот по этой реке все, что находилось по правую сторону, это был Дагестан. Все, что находилось по левую сторону Сулака, это непосредственно была Терская область. Но кто-то там может возмущаться, сказать, это право нужно оспаривать не с представителями Нохчи народа, а с теми, кто вас завоевал и покорил, то есть Российской империи. Довольны вы были или нет, никаких возмущений в тот период не было. Многие поблажки получили после. Ермолов заселил междуречье Терека и Сулака, в основе своей передал их кумыкам. Хотя на этой территории проживали разные. Да, там были и татары были, там были и нохчи, там были не хоть и немного и кумыки, но и нагайцы были дальше. Но так сложилось, кто-то умеет использовать. Ну, как вам сказать, каждому свое. Кто-то с хитростью, кто-то с умом, но заполучает всю территорию. Владение кумыков было от реки Сулак и вплоть до Махачкалы, вот эта область в основе своей Шамхала Тарковского, где были земли. Султан Мут получил возможность, перешел, завоевал, отвоевал. Мы знаем это все тоже. Это как сегодня у чеченцев нету выхода к Каспийскому морю. Не благодаря Султану Муту, конечно. Нет, это из-за него. Потому что Шахмурза Окотский тоже хотел воспользоваться этим моментом. Он подписывал договоры, ездил в Москву. Челобитное есть, которое он заключал. Челобитное его сына. Или сына племянника, я не знаю. Тоже есть, это все тоже договор, который они хотели заключить между Москвой. Все было, чтобы через кого-то не делать это, через кабардинцев не делать, через кумыков не делать, через аварцев это не делать. Он поехал сам и пытался договориться. Ну да ладно, сейчас не об этом. Что касается, был вопрос, написано было, что сколько мы потеряли, да, что приобрели за Кавказскую войну. Боевую славу, то, что приобрели. То есть в мире уже начали знать после Кавказской войны, какое сопротивление оказывали.
А у кого в реальности экономическая мощь, тоже узнали. Потому что всю войну поддерживала именно центральная часть Чечня и хлебом, и с всем. То есть без нее бы война бы намного раньше бы закончилась. Пошла правда, что Бершех воспитывался до 15 лет у Тейпа Гуно, родственников по матери. Я не слышал, возможно, я не слышал такого. Бершех — это личность все-таки 15 века, это очень сложно будет определить, мне, по крайней мере, я не слышал. Это нужно ознакомиться с полевым материалом, касающимся Бершеха. Там тоже очень много вопросов разных, и то не все, как говорится. Ладно, как говорится. Поэтому дальше. Экономическая мощь в этой Кавказской войне приобрели что? Другого ничего не приобрели. Теперь минусы Кавказской войны. Валикум ассалам. Это потеря четверти территории. Это треть населения потери. То есть от миллиона практически плюс-минус осталось по самым нескромным оценкам подсчета где-то 175, до 200 тысяч. Это, если так прямо, самое крутое число. Считается, что осталось приблизительно 200 тысяч человек. От миллиона осталось 200 тысяч человек. Потеряли четверть территории и потеряли такое количество людей. Но с другой стороны, это не обозначает сейчас нам судить просто. Сейчас мы сидим, цифры, статистика, исторические материалы царской России, там, Отtomанской Турции, там, если есть Персидской империи. Нам сегодня просто об этом говорить. Это сидим в теплоте, в домах и так далее и тому подобное. На тот период было все иначе. На тот период было все сложно. Это было очень жестоко, чтобы вы понимали. Вся мощь империи, Российской империи, это даже будет 300 тысяч армия, регулярная армия Российской империи, которая прогнала французов до самого Парижа прогнала, турков прогнала, выбила с Черного моря и так далее и тому подобное. Это не простая армия была. Это самая боеспособная армия в мире была на том периоде. Кто бы что бы ни говорил. И они повязли. Огромные. Я где-то читал документы по финансам, насколько на тот период, какие огромные деньги Россия теряла на Кавказе, ведя эту Кавказскую войну. Вы просто не представляете. Это такая огромная сумма была. Вот. Поэтому не все так просто. Не были наши предки дураками. Не было выхода. Нохчи фактически были окружены со всех сторон. Лояльными были грузины. Гуно, я тебя принимаю, написано, не может присоединиться, написано. С одной стороны, Грузия была, это Российская империя. Она входила в часть российской. С другой стороны, Ингушетия стала частью Российской империи. То есть они подписали договор. Да? Договор, или как принесли присягу, или договор, я не знаю. Каждый называет по-своему. С другой стороны, кабардинцы тоже вотчина Российской империи стала. С другой стороны, нагайцы. Тоже сложная уже ситуация, да и они сами были потреплены и уничтожены. Осталось их не так много. О событиях Суворова говорим. Кумыки тоже, это уже вотчина Российской империи. То есть они подчинялись Российской империи. Выход остался только один. Частично вот эти аварские земли, аварские дедовские земли, это все, что осталось у чеченцев, с кем они могли объединиться. Или же они должны были договориться с Российской империей.
как это произошло уже в конце войны, с Борятинским. Потому что и Борятинский, и многие другие генералы, офицеры, консулы Кавказа, они искали пути. Уже столько лет длится война, нужно было найти какой-то путь к сердцам тех обществ чеченских, которые сопротивлялись. В Дагестане у них это получилось, поскольку система, которая была уже после, то есть до имама Шамиля, им была знакома, и они вполне могли договориться. А вот во время имама Шамиля, который уничтожил все сословия потомков хана, Нуцалханов, вот эти вещи он не принимал. Из-за этого в Дагестане сегодня они там бычатся, говорят, вот вы оскорбляете нашего имама Шамиля. На самом деле не все так просто. И не все потомки тех Нуцалов, ханов любили имама Шамиля. Это неправда. И достаточно видео и материалов, где они сами и проклинают, и показывают его не с лучшей стороны. В том числе великий поэт, писатель Расул Гамзатов не просто так. Хоть он извинился, потом написал, но все-таки власть умеет использовать нужные рычаги и материал. Поэтому это к нам конкретные претензии по поводу имама Шамиля. А вот то, что у них у себя внутри, они это не столько обсуждают и не столько показывают. Не все так просто. Поэтому с Шамилем договориться не вариант был как таковой. Поэтому Шамиль нашел в лице Чечни свой второй дом. И 2 столицы было в Чечне. И победы великие тоже были в основном в Чечне, о которых записано. И наибольшие потери понесли царская Россия. И после того, как он ушел с Чечни, и года не продержался. И предали его, или не предали, уже устали, и так далее, и тому подобное. Это оставим уже другой вопрос. Сегодня начинают рассказывать о каких-то великих армиях имама Шамиля, которым было 30 тысяч, 50 тысяч. Да не было этого никогда. Вот эти байки и сказки нужно было выдумать, дабы обелить вот этот огромный срок, 20 лет, без малого, который шла война. Те 4 года я оставляю. Война там с Гамзатбеком или Гази Мухаммадом, это промежутки эти 4 года, я их убираю. Почему? Потому что это были на тот период локальные какие-то бои и сопротивления. Это было локальное. Не такое, как было уже, когда Шамиль объединился с чеченцами, и это совсем другая война. Вот. Поэтому рассказывать о Кавказской войне и говорить о Кавказской войне нужно знакомить, нужно делиться. Если спросить меня, больше мы потеряли или приобрели, конечно же, потеряли. Конечно, можно по-разному отнестись, там, философски отнестись и сказать так, а если бы не воевали, вас бы в мире никто не... Это тоже ерунда собачья. Почему? Потому что основу имаматства заложил первый имам Кавказа, шейх Мансур. Он начал первый объединять народы кавказские для защиты. На тот период огромная империя распространяла свою идею, свою идеологию, свою территорию. Еще раз повторюсь, речь не идет конкретно сейчас против России или против кого-то. Я хочу, чтобы вы понимали, на тот период, еще раз повторюсь, на тот период были 3 могущественные империи, которые вели битву за Кавказ. Атаманская Турция, Шахская Персия или Персидское государство, Атаманская Турция и Российская империя. Вот эти 3 государства могущественных схлестнулись
кто же будет владеть Кавказом. Вот. И в конце концов, несмотря ни на что, Кавказ, как Северный Кавказ, так и Закавказье, все эти территории были завоеваны Российской империей. Турцию отбросили, Персию отбросили, и все осталось в руках Российской империи. Если бы мы не воевали, то нас знали бы как самого мирного народа. Да нет, я не думаю, что мирного народа бы не знали сегодня. Мирного черту. Последним имамом Кавказа, считается, был Алибек Хаджи Зандакский. Это 1866 или 77, 1877, кажется, если я не ошибаюсь. Это конец 19 века, последнее восстание. Сколько этих восстаний было. Имам Шамиль ушел. Есть записки, он рассказывал, как нужно покорить и что нужно сделать с чеченцами. Этот материал же тоже есть. Что нужно самых сильных и главарей отрубать им голову, сажать их на колья. И только тогда чеченцы поймут и не давать им хоронить. То есть каким образом нужно их устрашить. Рассказывается и записано это с записок со слов имама Шамиля. Покорение, как нужно покорить Чечню дальше. И так далее и тому подобное. То есть это все есть, это не мое, не чеченское, это все записано со слов тех писарей, которые общались после с имамом Шамилем. И возможно ли то, что это все сочинили специально, чтобы стравить и так далее, чтобы у чеченцев была ненависть к имаму Шамилю? Возможно. Но на тот период я не сильно думаю, что это было нужно. Шамиль со всеми своими женами, со всеми, кто желает, уже жил спокойно в Калуге, получал свою пенсию, жил неплохо, в принципе. Потом получил разрешение уехать и так далее и тому подобное. Смысла прямо какого-то там, чтобы чеченцы ненавидели или там Шамиля такого, чтобы стравить чеченцев, тоже не вариант. Почему? Потому что даже на тот период после окончания войны чеченцев было больше, чем аварцев в 4 раза. Пускай это были старики, женщины, дети, но их было в 4 раза больше. Потому что по официальным данным переписи 1833 года, а это еще до начала войны, даже сегодня тех, кого Даниалов приписал к аварцам, всех вместе, если даже взять, их не было даже и 80 тысяч. А чеченцев было 211. Плюс-минус их было в пределах 30-40 тысяч, если даже приписать туда андейцев, дидойцев и всех остальных, которые Даниалов уже в дальнейшем сделал. Сегодня уже андоцесские народы их называют и так далее и тому подобное. Их все вместе, там есть конкретно описанные источники, есть количество, они знали. Царская Россия вела перепись, вела учет, и они знали все, сколько человек. Они записывали, сколько платили непосредственно их старейшинам, сколько они получали, кому они платили, каких князей поддерживали. Все это есть, все это записано. Если вы думаете, что этого нету, и сегодня многие не показывают этого среди российских ученых, я боюсь, что многие огорчатся, когда ознакомятся с реальными документами. Да, там очень много чего. И многие, пока, да, мы кавказцы, мы такие. Это в том числе всех касается. А там есть все, что записано, все зафиксировано. Кто сколько получал, где получал и так далее и тому подобное. Поэтому, уважаемые мои друзья, ну и, конечно же, покорение Чечни, как это нужно сделать, как нужно, и истощенные чеченцы наибам сказали, обещали, что оставят полностью оружие, оставят, то есть наибстами в тех же районах, где они были, оставят там службу, чтобы они их не призывают в ближайшие, если не ошибаюсь, 5 лет вообще не будут призывать, как таковой налогом облагать. А те,
как содержать вот эти все институт, внутренний институт, они должны по своему усмотрению это делать, то есть собрать сколько, чтобы отдать там, ну, грубо говоря, там, учителям дать, третьим, это распределение, это все оставалось внутри. Так что вот такая вот ситуация была. Борятинский был очень умным и смог. Ну и мы уже, честно сказать, были очень сильно истощены. Очень сильно истощены войной, потерями. Малая Чечня доходила, в том числе и Галашки входили в Малую Чечню. И эти земли потеряли. Очень многие земли потеряли. Северной части, это где Малая Кабарда. В этой части потеряли много земель. Эти земли были отданы уже непосредственно или же терским казакам, или же царским офицерам, которые служили верой и правдой Российской империи. И об этом в прокламации Борятинского все четко написано. Вот так вот. Ладно, задавайте вопросы, если есть, чтобы я как бы не уходил в дебри. И пришел вопрос. Так. Нет, друг мой, сегодня мне поступил один донейшн, и я его не назвал в надежде потом в конце. От одного получил я донат, и все. Больше не было. Я не знаю, отправил ты или нет, но факт остается фактом. И прям в Ютубе есть вопросы, в Телеграме, Ютубе, Фейсбуке, где кто у нас там подключен, везде. Пускай задает вопросы, и мы ответим. Я не знаю, почему Гуно. Гуно, если ты на связи и слышишь, постарайся поменять VPN или государство в VPN, там есть страны, выбираешь, поменяй и постарайся зайти. Я не знаю, почему ты не можешь, но Юни зашел, Успанов, Амад зашел, который тоже в Европе находится. Почему ни ты, ни Чертова не могут зайти, я не знаю. Какие проблемы у вас с интернетом, я не знаю. Поменяйте VPN, я не знаю. Или загрузите VPN. Я веду трансляцию через VPN конкретно в данной ситуации. Вот. Может, поэтому вы никак не можете присоединиться. Другие могут. Ибрахим, отправь мне запрос на эфир. Проверим, доходит ли твой эфир и можешь ли ты присоединиться к эфиру, чтобы могли посмотреть. Много ли общество переселилось? Во время имаматства Шамиля у него была практика переселять общество, в том числе с востока на запад и запада на восток. Таким образом, доносительство и информации более правдивую в понимании имама Шамиля он получал достоверно. То есть это, честно сказать, я повторюсь еще раз, это использовалось во многих империях, которые переселяли северно на юг, с южных на север, специально, чтобы они занимались доставкой информации, то есть достоверно. Местные между собой этого не делали, не доносили, тем более было позорно. Было переселено определенное количество обществ, небольшое количество. После ухода Шамиля, честно сказать, многие ушли. Но некоторые остались. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, ваш Ибрахим. Ибрахим, чувалю эфирчу, как видите, и никакой проблемы с этим нету. Значит, проблема черту и гуно у вас... А? Черту Байарисом присоединиться. Да, я вот сейчас, когда принимал непосредственно, вчера я даже свой запрос отправлял, но, к сожалению, принять он тоже не смог, я не знаю почему, но я... Собятки сагу. Да, Германия, Ибрахим, Германия связывала, Амад, Франция, Орсиан из-за связи валвела. Если они могут, значит, с Европы на связь может выйти. Почему черту это не может, я не знаю. Опять же, с Россией Юни зашел вчера, 2 часа он был в эфире, и ничего такого, он вел спокойно дискуссию. И тоже мы смогли без всяких проблем общаться. Дейрет Схил Ибрахим. Вопрос, когда хада итла шадеш, а то цацбол белых шбон, типа удалять, дошеш,
الساعة من وقت تبع نودش بوي شعبويز بابويز ياري دوختي بويجو سنة أسئلة موتا ما بيتطور قولي Любой нигуй, единственный день, то им дело, что любой вопрос хадает вайцханнах хуештацо. Если он хочет показывая провести эфир, я знаю, что многие этого очень сильно боятся, но если кто-то хочет, чтобы показывали, он может зайти и спокойно я его приму, если он может до меня связаться, как и ты, он может вести со мной дискуссию. Единственное, мы не позволяем в своем эфире материться и разводить межнациональную рознь, поскольку это является наказуемым, как говорится, преступлением на территории Российской Федерации. Разжигание межнациональной розни – это конкретная статья. Да. Этого мы не позволяем, а в другом случае, пожалуйста, можете отправить запросы, и мы готовы ответить на ваши вопросы или рассказ выслушать ваш, который у вас есть. Все, Нет, Дерес, Халибрашки. сюда, давай. Давай. Вот такие вот дела. Дальше. Если у вас вопросы, задавайте. Мы обязательно ответим. Вот. Давайте я вам сейчас, пока вы пишете вопросы, зачитаю один интересный материал. Сегодня я ознакомился с ним. Он у меня был ранее, но я его не публиковал. Так, это не то. Вот. Суайб Мулла, чеченский новчий богослов, философ, филолог, арабист, создатель навчийского алфавита на базе арабского языка. Умер в 1928 году. То есть это начало 20 века. И он зафиксировал такой материал. Сказал, общество состояло из двух слов. Высший слой – это народ, нах. Низший слой – это рабы, лей. Рабы делятся на три типа. Ют, хардинг, бож. Ют – их великое множество, ростом невелики, внешностью некрасивый, умом ограниченный, наличием возможности есть, пить, спать и размножаться. Удовлетворяются тем, что называется юташ. Ютнаш. Второе. Хардинг. Ростом немного превосходит первых, довольно шустрые, обращаясь к кому-либо, словно кричат. Во время разговора подпрыгивают на пятках те, кому вполне послушный ютнаш, а сами называются хардингаш. На 1000 ют приходится один хардинг. Третье. Бож. Высокие ростом, обладают красивой внешностью и лицом, одеваются со вкусом, хоть и нет своего ума, однако выучившись разговором, слушая умных людей, заставляют пристально внимать в себя хердингов, те, что называется бож. На 1000 хердинг приходится один бож. Дальше. Приходит некое время, бож заводит речь. Хердингш, его наслушавшись, поднимают с места, приводят в волнение ютнаш. Потом они, объединившись, заводят смуту, потрясают край, страну, позорят нацию. Высший слой берж стаклонов. Берж он достается исключительно своему дому, двору, за которым он следит в состоянии ответить. До остального в мире ему нет дела. Стаг он достается целому селу, городу, благополучию которого он заинтересован, другое его не касается. Третье, онах, он достается всему краю, всей стране. В течение века их появляется всего лишь 3-4.
Если мы будем делать то, что делает Ютнаш, Хардингш и Бежлуай, если мы им уподобимся, тогда позор нам, рассуждает Берштаг, Хонов и отстраняются от общественных дел. И тогда другие творят безобразие, беспорядок и бесчинство. Ют, чурка на чеченском нохчемата. Хардинг, гортань, петушок, у которого только что прорезался голос на чеченском. Бож, козел на чеченском. Берж, мужчина на чеченском. Стег, настоящий человек. Шестое. Хонах, рыцарь, герой, витязь. Применимо как к мужчине, так и к женщине. И считается одной из высших похвал для ночи народа. Вот такое вот описание дал Суайт Мулла. Может, вы слышали, может, и не слышали. В наше время монахом называют любого брюконосца. Но кому это относится и как было раньше, я сказал. Вы можете ознакомиться. Это труды наших предков, кого они называли монах и как называли. Стаг, вонах, берж. Так что вот такие вот дела. Задавайте вопросы. Друзья, если у вас нет вопросов, если вам, как говорится, не интересно или вы заняты, тогда мне проще распроститься с вами, потому что на сегодня, по крайней мере, потому что мы теряем свое время, свои, как говорится, финансы, и чтобы как-то мы рационально использовали время, чтобы вы могли отдохнуть, как говорится, так сказать, смз. И если у вас уже всегда так много задаете вопросов, когда есть поселение Понтийского ущелья, их название, давайте я вас ознакомлю. На Панкисиве, Салацане, Гвиме, Думасуре, Цинубани, Карете, Кодалари, Куртанадзе, Качалари, Марилиси, Смидаури, Смидамарине, Карана, Панкиси, Омала, Кистенели, Сквитадзе, Деделерули, Балтагори, Кърцкали, Хапарули, Коцахта, Махвит, Хорджа и река Алазани. Это поселение Понтийского ущелья по схеме Вахушти-Багратионе. По схеме Вахушти-Багратионе. Дальше. Бывшие поселения, современные поселения. Панкиси. Бацаро, Зубехеви, Биркияни, Джоколо, Дуиси, Куцахта, Дедустерели, Кварлицколи, Сакабиона, Бакаливани, Куртана, Зеули, Хороджа Скоти, Чхатана, Хароджа, Кортабуде, Муцухеви,
Омала, Дум, Шуа халациони, Квема халациони, Цинабу, Цинубани, Карети, Харбето, Харбело и Бахтериони. Современные и бывшие поселения, как говорится, Панкийского ущелья. Такие вот дела. Онах чё? Онах чё? Онах сократили, да? Я вот принимаю черту. Принять. Нажал. Где черту? Нола с принятиями, да? Черту голом засун. Башлам. Во времена Багратиони в Панкисе было так много чеченских поселений. Здесь так написано. Черто не может присоединиться, написано. Черто не может присоединиться. Он уляца у инстаграме, всю страницу запрос. Я это ажайн уляца, вола. Есть один момент, я хотел вам зачитать. Вейденбаум указывает, горские чеченцы кисты. То есть это говорит Вайденбаум. Еще один, как бы, может быть, черту, может быть. Вайденбаум указывает, горские чеченцы, в скобках кисты, более 500 душ перешли главный Кавказский хребет и поселились в Кахетии, в верховьях реки Алазань, в Панкийском ущелье. В 60-х годах прошлого столетия началось усиленное изучение русскими учеными языков кавказских народов. Одним из наиболее крупных и плодотворных их исследователей по праву считается Услар. Для нас особое значение имеет его работа. И сегодня кто-то еще задонатил нам, и это Русланбек дал Сейдуал, дал Дуквахуа. Дерес хел она осталла царна поддержкерна будеснек эзершка соудо лилузине. Башлам, я смотрел видео, где осетин отвечает злой грузинке. Ссылку скинь мне, я тоже посмотрю. Было бы хорошо, если бы ты мог зайти в эфир. Почему ты не можешь зайти в эфир, выйти в прямой эфир с черту? Я запрос тебе отправил. Ажахинс принятие ловик. Чеченский язык. Запрос я отправил тебе, черту. Выйти в прямой эфир с черту. Услар имеет, так, для нас особое значение имеет его работа чеченский язык. В результате многих лет исследований чеченского языка Услар приходит к выводу, что считать язык кистов Панкиси отдельным языком нельзя, и что он является диалектом чеченского языка. Это сказал Услар. Это
сказал Услар, чеченского языка. П. Услар приходит к выводу, что считать язык кистов в Панкисе отдельным языком нельзя, и что он является диалектом чеченского языка, всего лишь диалектом, не отдельным языком, не отдельным народом, а всего лишь диалектом, чтобы вы знали. Это касается и Орства, это касается и Эхты, это касается и ауховцев. Нет отдельного языка у вас. Это всего лишь диалект одного нашего общего языка. По крайней мере, самые знающие ученые об этом говорят. Не могу зайти прямо сейчас, скину тебе ссылку. Хорошо. Хорошо. Так. Отменить. Дальше. Тоже сказать. Так. Услар приводит вывод, считать язык и так далее. Нельзя. И что он является диалектом чеченского языка. По этому поводу он пишет. Кистинцы и чеченцы это тоже, что сказать, баварцы и немцы. Стою, впрочем, разницей, что название баварцев известное, а название кистов неизвестно на месте. Неизвестно на месте. Название кистов должно быть изгнано из всякого сочинения, имеющие претензии на научную отчетливость. Кистами называли грузины ту небольшую часть чеченцев, с которыми они во время, по временам находились в отношениях. Но если мы без разбора будем для одного и того же народа принимать названия, которые дают ему соседи, то кроме кистов у грузин мы заимствуем миджегов у кумыков, шашань у кабардинцев, цацань у осетин, вероятное множество названий у дагестанских народов. Через это мы произвольно запутаем кавказскую этнографию и без того уже весьма многосложную, точнее, Бяхмабилов. То есть это говорит ученый, Услар говорит об этом. Представьте. Он перечисляет, кто называет мисджегами, это называют кумыки. Для идиота злой Изи, барана этого, которому бабки платят и который, как марионетка, повторяет слова некоторых нарнийцев, это тоже стоило. Не мичикизовцами назвали, не качкалыковцами назвали, тюркские народы, кумыки, а мисджегами называли, татары именно, которых ты так любишь называть, татары. Вот татары называли мисджегами, грузины называли кистами. И это говорит барон Услар, который знаком со своей работой, имел свои научные труды и очень известен. Ну да ладно, здесь говорится о цацан, о кабардинцев, о шашан и так далее и тому подобное. То есть он говорит, что кисты и все остальные названия, вообще как и остальные, которые есть, нужно убрать, поскольку их великое множество. У дагестанских народов, он говорит, тоже у многих народов по-разному будет звучать чеченцы. Они, как некоторые хотят сегодня переиначить и говорят, все прекрасно знают, что сюли называют чеченцев буртиналами. Сегодня начали закидывать ролики какой-то аварки, якобы, которая говорит, что называет любую русинал, русских называют, чеченал называют чеченцев, ингушей или ингушал, или галгалал называют. Какую ерунду, лал просто добавляют к любой нации, говорят, это так говорится. На самом деле ученые того периода, еще того периода, 19 века, записывают и говорят, что аварцы, то есть сюли, называют чеченцев буртиналами, а себя называют маарулалами. Они чеченалами называли, они не называли так. Хотя сегодня уже некоторые нарнийцы очень хотят. Из данной цитаты можно сделать вывод, что Услар не рекомендует изучать кистинский диалект отдельно от чеченского языка. То есть нету отдельного кистинского языка, его нужно
изучать только с чеченцем. Я обращаюсь к всем тем, кто слушает и записывает. Кистинский диалект сохранил много архаических черт в сравнении с чеченским, например. В лексике, в грамматике кистинского диалекта, кстати, мы об этом говорили, и кистинский диалект является одним из самых архаичных, то есть древних диалектов чеченского языка. Отмечается большое... дальше смотрим. Кистинского диалекта отмечается большое влияние грузинского языка, как мы знаем. Дальше. Во-вторых, в кистинском диалекте наличествует очень большой элемент особенности других нахчивских диалектов, в том числе. Поэтому глубокое изучение кистинского диалекта невозможно без учета перечисленных выше особенностей. Статья из Букураули касается набегов кистов и лезгин на Тушин. Примирение Джокола и его поселение в Панкийском ущелье. Автор пишет, эти набеги ожесточались и участились в те времена, когда Шамиль объединил Дагестан и Чечню, и тем самым укрепил свою власть, выставив против царской России. В 30-х годах 19 века в результате конфликта с Шамилем и агитации царских чиновников, вот уже тот вопрос, который вы мне задавали, и агитации царских чиновников, одно из кистинских племен, Майстинское, общество стало поклоняться христианству и перешло на сторону Грузии. Однако это длилось недолго. Среди примирившихся кистов оказался некий Джокола, человек смелый и любитель отчаянных походов. Убедившись в сложности царских обещаний, Джокола отрекся от русских, призвал своих соплеменников последовать его примеру и стал истреблять царских чиновников. Джокола нападал на чабанов в Тушин, угонял 1000 овец в Чечню и тем самым содержал своих соплеменников. А позже, в 1851 году, Джокола обратился к приставу Тушетии Ивана Цискарашвили с просьбой походатайствовать перед правительством царской России, простить ему все его прегрешения. Ивана передал князю Ливану Челакашвили просьбу Джоколы и примирения. Он отправил Джоколу вместе с несколькими кистинцами в Тианете. Вот об этом я говорил, что первое поселение было в Тианете. Дабы принять покровительство царской России. После этого с помощью нескольких лучших тушин, направленных в Майстинское общество вместе с Джоколой, одно село было переселено в Кахетию в Панкисе. Согласно данным автора статьи, переселившиеся кистинцы вскоре возвратились назад на родину. Об этом мы тоже рассказывали. Джокола же за вероотступничество был схвачен и по повелению Казимухаммада, сына Шамиля, который был наместником в Чечне, был обезглавлен. Вот. Статья историко-этнографического характера освещает факты дружеских взаимоотношений, но вражду между кистинами между кистинами и тушинами. Интересные сведения оставил Албуташвили. Его опубликовали опубликованные и неопубликованные материалы касаются жизни быта кистов, их хозяйства, материальной культуры, религии и так далее. Его давние надежные
надежды, поскольку сам он кистинец и является непосредственно свидетелем и участником жизни кистов, знаком и с прошлым и настоящим. Чтобы было понятно, кистинцы, под словом кистинцы подразумевались на тот период все, не забывайте. И не все имеется в виду, а те, кто граничил. И бацбийцы, и бацбийцы, там не думаю, что бацбийцы, имеется в виду, кистинами называли ближних и дальних. Так что было. Джопло, оказывается, обезглавил сын имама Шамиля Кази Кумух. Кази Мухаммад, точнее. За то, что за вероотступничество. Как раз мы сегодня с вами об этом и говорили. Вот. О смерти, то, что его обезглавил сын Наиб Чечни на тот период, Кази Мухаммад, этого я, честно сказать, не знал. Или если я читал, забыл это. Так что вот такая ситуация за то, что он перешел на сторону царской России и Грузии. Хотя, как говорится, там же указывало, что он отошел от царской России, опять изменил, делал нападение на Тушин, огромное количество скота перегонял. Это я уже зачитывал и говорил вам. Эти материалы в основном грузинские, да, и они рассказывают не только о хороших взаимоотношениях, таких перламутровых, красивых, как некоторые преподносят, но и тех, которые были и более враждебны. Есть ли у вас вопросы, если что-либо, задавайте, ибо мы скоро, чтобы мы эфир не закрыли. Есть, Ибрahim, вопросы с Ютуба? Сколько человек в Ютубе сейчас? У меня в АКшке показывает 27 человек. В Фейсбуке показывает, что сейчас смотрят 18 человек. В Инстаграме 11 человек. ,57 человек в Ютубе. Задавайте вопросы, на которые хотите услышать ответ. И мы ответим. Без ваших вопросов, что рассказывать конкретно? Я, конечно же, не знаю. Много чего можно рассказать. Башлан, Джопола убил сын Шамиля? Нет, Джопола не убил сына Шамиля. По приказу сына Шамиля обезглавили Джопола за отступничество. За то, что тот ушел в Грузию. Грузия.
Так, чтобы мы как-то эффективно и красиво закончили, как говорится, эфир, мы должны довести до конца. На чем я остановился? Где вы перестали эффективно и красиво закончили, как говорится, эфир, мы должны довести до конца. На чем я остановился? Где вы перестали меня слышать? Где конкретно у нас закончился эфир? О чем я говорил в этот момент? Чтобы знать. Работают ли чеченские историки в других странах? Санха история. Историки я не знаю. Но есть некоторые представители, исследователи, по крайней мере, одного-двух я знаю, которые ездят, ищут, им проплачивают некоторые чиновники, так скажем, кто заинтересован в этом. Поэтому надо смотреть. Они будут всегда так сторониться. Вот когда коснется, они готовы выложить все, что угодно. А так это же неинтересно. Подумаешь, найдут какие-то документы о нашей истории, прошлом и так далее и тому подобное. Еще не настало, может быть, такого. Ну, знаете, к сожалению, вот я слушаю и в 20-х годах, 20 века бардов исполнителей, они очень много рассказывают о том, когда люди стали материалистами. То есть поменяли честь, гордость, достоинство на какие-то материальные блага. То есть и оставили остальное, а вот посредственно всю свою жизнь посвятили только этому. Я вам могу взять и тысячи зачитать афоризмов, где идет осуждение грамотными, великими философами, что земная жизнь, которая есть у нас, не такая длинная, плюс-минус у мужчин лет, сколько у нас, 60-70, да? За этот период мы, в принципе, как таковой, стремимся за материальными благами больше свою часть жизни. А важность единства, культура, традиции, адаты, родина, важные вещи, они уходят в небытие. К сожалению, остаются единицы. Поэтому Амир дал ушел. Башлам в Албании Эйн Хелью. Лезгин Шейю Хунд Ол из Балканях Дин Аммаду Албанш. Название. Нет, они не имеют никакого отношения, те европейские албанцы, к албанскому государству. Абсолютно верно, да. Большая часть албанского царства это и те граждане, и кому она относилась, это относится к лезгинам. Все ученые, по крайней мере, так говорят.
Хотя албанцы, те, которые живут в Европе, не имеют никакого, еще раз повторюсь, отношения к той древней Албании, которая была на Кавказе. Албанское царство в основе своей считается, что на тот период правили и жили, управляли леки. Но сейчас мы пока работаем с одним человеком, огромную часть, а особенно военную политическую часть, которая была в Албанском царстве, занимали инохчи. Об этом говорят сами представители исторического сообщества лезгинского. Ну, я не буду пока забегать вперед, но да, Аллах всему свое время. Я работаю над этим. Пока с одним человеком мы пытаемся наладить, пытаемся проверить всю информацию, и мы вас с нею ознакомим. Вот. К албанскому царству и представителям непосредственно этого государства многие относят и гаргарейцев. То есть табасаранцы, удины, они говорят, что гаргарейцы это непосредственно тоже относятся к албанскому царству. Ну, по этому вопросу мы работаем, по крайней мере. Ибрахим, скажи, а ты видишь нормально эфир? Нормально идет у нас эфир? Или у тебя срывается, плохо показывает тоже? У нас наш эфир ты нормально видишь? Они по праву, да, Амир Далдал ушел, по праву лезгины называют албанское царство его. А те албанцы не имеют никакого отношения к этому древнему государству. Я не знаю, если они сейчас каким-то образом пытаются себя привязать к нему, это, конечно, будет смешно. Поэтому. Ибрахим с Ютуба. Ответь, брат, ты видишь нормально эфир или же прерывается? Нормально, да? Нормально, да, ты говоришь? Или прерывает? Нормбах. Ага, все. Значит, у кого, у Заура Бено какие-то проблемы и с интернетом, походу. Вот. И Айса как раз у нас... Походу, тебя Мокшай. Да, что, алхамдулилlah. Я это самое по поводу вот Кавказской Албании и европейской, я хотел вот это услышал, хотел сказать вот с лезгинами я говорил, Мгм. мы себя на своем языке называем нохчи, да, нахчи олпайвах, вот. Мгм. А лезгины себя называют алпан олсаршай, Да, да. как мы себя нохчи алпан. Так вот, я когда поинтересовался у лезгина, я говорю, а есть какая-нибудь связь с европейскими албанцами? Он говорит, что во времена Османской империи, сколько лет, 300-400, когда они там Западную Европу штурмовали, султан Османов обратился с призывом, чтобы принять участие в походе. И в то время именно оттуда они, говорит, ушли. Военные, то есть лезгины, говорят, направились, это, говорит, исторический факт. И те албанцы, которые в Европе сейчас проживают, бусулмабуиш, они сунниты, мусульмане, Да. вот. И это потомки тех лезгин, тех албанов, которые там остались потом, после того, как они... Это их версия, я не утверждаю, то есть... Я хочу, чтобы мы уважаем, конечно, их, но здесь они очень сильно лукавят. Проблема в том, что никак во время Османской империи не могло, потому что Албании не было в то время. Не существует. Уже Албании в то время не существует. Как они могли? Нет, да, правильно. Они же говорят не о том, что Албания, они не связывают с Кавказской Албанией. Они это связывают со своей национальностью, потому что они до сих пор себя называют алпан, албанцы. Я тебе не про это говорю. Они же говорят, что европейские албанцы это типа часть от нас, которая ушла и основалась там. Я правильно? Да. Это невозможно, я говорю. Почему невозможно? Дело в том, что они никак, по крайней мере, не могли называться албанцами, потому что на тот период прошло огромное время, когда уже не существовала Албанская империя. Если же
если же так, если они на сегодняшний день сами себя называют албанцами, возникает вопрос, почему тогда они называют сегодня себя лезгинами или леками, которые являются древним названием, подревнее даже, чем албаны или албанцы. Потому что леки записаны, это еще до нашего эры, и записаны еще со времен Мравели. Просто несовпадение очень большое. Хорошо, можно сказать, что грузины, в том числе Мравели, зафиксировал лезгинов, допустим, как леками. А Кавказуса, то есть нас от Кавказуса, их от Лекоса. Но тогда получается, как получается, что албанское царство, которое было уничтожено там, я не знаю, но еще в принципе не существовало как такой вообще Османской империи. Потом появилась Османская империя, которая была... Если бы они сказали, что их сельджуки каким-то образом сделали, забрали, там, переместили туда. Да, я знаю, что непосредственно под турками появилась там Румыния, Болгария, вот это, шла вот эта экспансия. Еще, ладно, понятно. Насколько я знаю, когда мы проверяли, даже по ДНК-проекту, эти лезгины, вот, к нашим лезгинам или к нашим кавказским албанцам, те не имели никак Не значения. связано, да? Это и плюс ко всему еще, Айса, один момент. Это то же самое. Сегодня некоторые авары сравнивают себя, аварцы сравнивают себя с С аварами. аварами. Да, Мгм. авары это монголоидная раса, то есть Да. это часть, как говорится, со времен Чингисхана, а эти аварцы Степняки. с 15 века как таковое получили это название от имени, понимаешь? Но, несмотря на это, многие ученые, причем знатные ученые, говорят, наши аварцы ушли в Европу и Основали там это царство. основали там, да, европейские государства и так далее и тому подобное. То есть эти вещи можно элементарно проверить и сверить. Конечно, как версию, как гипотезу они могут сказать. Но, опять же, высказывание мы, надеюсь, мы с тобой вот этот мост с ними выстроим и проверим достоверность этой информации. Иншаллах. Я это тоже выясню. Цандина, вот выходные закончатся, я переговорю с человеком, может быть, если я еще переговорю, чтобы и в дальнейшем уже вы сами как-то взаимодействовали с институтом и так далее, с лезгинами. Я говорю, так, Башлам. Адекер. Ассаламу алейкум. Ждем. Давай, то балас. Так. Ну вот смотрите, вот как раз о таких вещах мы говорим. Это касается и нашей истории, и нашего, когда мы пытаемся, или когда мы говорим какие-то вещи несовместимые, любой человек со стороны может сказать по дате, по ДНК, по географии, но это невозможные вещи. Невозможные вещи. Вот вчера я рассказываю, говорю, вот мы говорим я рассказывал вам, задали вопрос про ковчег, Ноев ковчег. Я прочитанное сказал, я вот прочитал то, что у озера Ван находились и разместилось там, грубо говоря, первый город Нахичевань и так далее и тому подобное. Я вам рассказываю так, как я прочитал его, то есть как указано. Но с другой стороны, я захожу, вот передо мной прямо лежит карта, и здесь я вижу озеро Ван, где находится, и я вижу, где находится Нахичевань. И они друг от друга находятся, ну очень большом расстоянии. Даже больше скажу, что здесь есть какие-то озера, которые находятся намного ближе к Нахичеваню, чем озеро Ван само. И плюс непосредственно мужской пашалык здесь находится, банзитальский пашалык здесь находится, и к Вану прямо рядом находится ванский пашалык. Ванский пашалык от Нахичевани находится на огромном расстоянии, а непосредственно сам Нахичевань находится рядом с Карабахской провинцией,
и непосредственно Армянская область, где написано. Так как я из Европы, у меня много друзей албанцев и косоварских албанцев из Балкана. Думаю, у них другая гаплогруппа. Да, абсолютно верно. Я проверял по ДНК генетике, они не имеют никакого общего, то есть общего отца у них нету как таковой, насколько я помню, когда проверяли. Вот, это совсем разные. И я еще скажу больше. Вот мы говорим, мы знаем своих братьев, соседей, лезгинов, леков. Мы на их стороне, грубо говоря, имеется в виду, вот в историческом плане, зная вот общую нашу историю. Но есть представители Азербайджана и даже Ирана, которые говорят, что албанское царство было там персидским, грубо говоря, да? Или же говорят, что там оно принадлежало другим. Некоторые ученые дагестанские говорят, что оно не имеет к лезгинам никакого отношения. Есть и такие люди, поэтому у каждого свое право, каждый пытается доказать по-своему. Мы же ищем только нормальную непосредственную информацию, доказательства о том, достоверную информацию, чтобы поделиться. Да, без всякого сомнения, я понимаю, почему хотят себя приписать к албанскому царству. Это было великое и огромное государство, очень мощное государство, как и аланское царство. Но сегодня же аланами тоже хотят многие быть, правильно? Многие хотят быть аланами, многие хотят быть хазарами. Проще всего приписать свой народ и удревнить, приписав к какому-нибудь древнему государству, а потом везде ходить и говорить: ага, вы нас не знаете, а как вы не знаете? Вот в древности было такое государство. И любой человек, который маломальски знает, что там умеет читать, может зайти, посмотреть, да, на самом деле, если там, допустим, ну, это как с Магасом и с Республикой Северная Осетия Алания. Сегодня, застолбив это название, любой человек там, из других государств может прочитать, сказать: осетины это вот чуть ли не прямые потомки Алан, единственные, которые остались на Кавказе. Не знающий человек, да? Знающий же историю или же, допустим, поехать в Ингушетию, увидеть город Магас, где в древности, какой город, где был Магас, надо проверить, столица Аланского царства был Магас, Маас, по-разному кто-то как записал. Значит, здесь находился Магас, столица там Аланского царства и так далее и тому подобное. Тут одни имя застолбили, другие столицу застолбили. Сегодня уже по ДНК карачаевцы, балкарцы начинают говорить чуть ли, что самое большое количество в процентном соотношении среди албанского царства это именно вот карачаевцы и балкарцы. То есть вот такие вот дела. У нас же таких аланистов, которые по аланскому царству работали, сейчас я, по крайней мере, не знаю, может, в Академии наук остались кто-то, кто занимается этим. Вот. Сейчас активно начали приписывать себе сарматов, начали активно себе приписывать скифов. Очень много непонятного, конечно. Я понимаю, что вот древность, удревление как-то немножко как бы очень пафосно это звучит. Очень круто, когда твой народ очень древний, очень могущественный, воинственный. Вот. Странно, что еще пока кемерийцев к себе никто не приписал. Ну, я знаю, гуннов себе приписывают кумыки, допустим. Они говорят, что они потомки гуннов, которые пришли. Но ты начинаешь в академических работах проверять, кто такие хунну, гунны. Или хунну, правильное название хунну. Гунны, они вообще считается, что с северной провинции Китая. Это племя вообще оттуда произошло. Очень воинственное, свирепое. Но если ты сегодня скажешь кумыкам, там, допустим, что ты на самом деле твои корни из Китая, ну, не знаю, как они к этому отнесутся. Но, с другой стороны, люди начинают обсуждать это. И
реально думают, что... Ну, это то же самое, что есть евреи, горские таты, которые утверждают, что хазарский каганат, это государство было полностью принадлежало им, что они были как во главе, так и средний класс, низший класс тоже были, что якобы они. Некоторые, которые высокопарные, пафосные люди, начинают говорить, что нет, хазарский каганат во главе, то есть самые крутые, самые вот олигархи, князья, короли, все они были евреями, каганами, а остальные, имеется в виду, остальные прислуживают средний слой, военный слой, что они были вот тюрки, в том числе там это и кумыки и так далее и тому подобное. Поэтому гунны это карлики метр с кепкой. Я, честно сказать вам, не знаю, сейчас я не буду оскорблять никого, но тогда просто-напросто нужно определиться. В любом случае, гунны пришлый народ, это однозначно, это не автохтонный народ Кавказа. А претендовать после на земли и говорить, что вот это наше, это немножко неправильно. Вот кто-то мне написал, типа нагайцы это не монголы. Когда я сказал, что нагайцы являются монголоидами, а нагайцы это кипчаки указали. Но что бы то ни было, что бы кто ни говорил, эти народы на этой территории как таковой появились благодаря великому переселению народа, но в первую очередь благодаря Чингисхану, который создал самое великое государство или империю в мире. Такого государства, которое было у Чингисхана, не было ни у кого. Тамерлан пытался повторить, правда, но не было. Вот, включая все территории, Узбекистан, СНГ страны, Китай, часть Индии, вся Россия, Европа, вплоть до, насколько я помню, вплоть до Венгрии, кажется. Венгрии, Румынии, вплоть до этого вся территория. До европейских рыцарей дошел, насколько я помню, Чингисхан. По крайней мере, так пишут некоторые источники, что под его копытами, его армии. Настолько мощные, сильные они были. Ну, вот. И по уходу всегда оставались где-то, где благоприятная почва, степи, реки, где они могли спокойно пасти свой скот. Это возможность у них была оставаться и владеть этими землями. МР Башлам, сколько восстаний было в Чечне после Кавказской войны? После Кавказской войны много было. Раз, два, три, четыре. Надеюсь, ты не по сегодняшний день говоришь. 4. Алибек Хаджи, Узун Хаджи. Раз, два. Байсангур 3. 4. Потом дальше 4. После 5. 6. 6. Дальше смотрим. 7. Первая чеченская война 8. Вторая чеченская война 8. 8. Если по сегодняшний день. У кумыков нету тюркских или китайских гаплогрупп, такие кавказцы, как и все. Послушай, я не говорил, что кумыки являются... Послушай, может, я неправильно выразился. Если вы утверждаете, что кумыки являются гуннами, а есть такие, тогда получается, что я говорил, что гунны и хунну, они с северной провинции Китая. Оттуда пришли. По крайней мере, все источники говорят так. Я не знаю, опять же, кому верить.
гаплогруппе верить или истории верить? Зафиксированы эти племена, что находились в Китае, они очень, там никаких проблем с этим нет. Может проверить, потому что они сохранили. Китайцы все сохранили. Поэтому нужно быть с этими вещами немножко осторожнее. Когда ты говоришь «мы эти и мы те», тебе возникает вопрос. Это раз. Что касается, если ты говоришь, что гаплогруппы кумыков такие же кавказские, как остальные, ну, извини меня, понятия кавказской гаплогруппы нету. Это неправильно будет. Нет кавказских гаплогрупп. Это неверное истолкование. Я бы сказал, недостоверно. Потому что по сути своей J1, J2 являются как таковой гаплогруппами семитских племен. L3 являются шумерские, это север Индии, север Афганистана, север Ирана, то есть где шумеры и так далее. Это L3. Если говорить о Q, это Алтай, это Северная Америка, некоторая Южная Америка, Сибирь, с этой области. Но однако сегодня говорить однозначно об этом маловероятно. Странные вещи, конечно же, есть. У нас есть гаплогруппа, которая есть только у нас и у прямых потомков викингов. Гаплогруппа, та, которая является очень редкой, это Т-гаплогруппа. И у нашего народа он тоже есть. Тогда получается версия о том, что викинги были у нас, или мы были у викингов, тоже подтверждается. Да, там общий предок у них, конечно, 2000 лет или 3000 лет показывает, если я не ошибаюсь, чтобы не спутать. По-разному. Так что, если сегодня генетикой нужно поосторожнее быть. Конечно, многие кечатся этим. Науку такую, как генетика, нужно очень хорошо знать, чтобы это можно было разложить. До сих пор ты читаешь из 10 статей, 5 статей говорят, что генетика это полная чушь, ерунда. То есть он показывает сын и отец. То есть твой отец это или твой сын это тут такое. А вот привязка к национальности, что это полностью отсутствует. То есть там может показать твою гаплогруппу, показать в Ирландии, в Америке, грубо говоря, может быть в Африке и в Китае. Ну и к какой нации ты это припишешь? Кто изначально носитель этой гаплогруппы? Ирландец, африканец, там, допустим, или японец и так далее и тому подобное. Я вообще говорю, 5 из 10 говорят, что 5 генетика это верная, точная наука, а остальные 5 говорят, что это шарлатанство и зарабатывание бабло. То есть это пафосные, богатые люди, которые сдают ДНК и говорят, у нас чистая кровь, мы самые крутые и так далее и тому подобное. Есть такая тоже версия. Ну, по сути, же так и получается, когда тебя начинаешь, вот твоя гаплогруппа самая чистая, вот вас очень мало, вас не... Если крутость гаплогруппы это в количестве, то есть некоторые гаплогруппы, которые у нас там 3, 4, может 5 человек, имеется в виду 0,0 там пятых гаплогруппы Т. То есть они должны быть самыми крутыми, потому что их не так много, и они сохранили свою гаплогруппу, их нет вообще, не таких много. Если же по большинству, то это совсем другое. Кого больше, кого меньше. Так, что у нас тут? Здесь академик Мещанинов. Есть у меня это видео по Урарту у меня есть это видео. Я его не опубликовал. Айса, нам нужно знать, что надо узнать, кто эта женщина
ее научную степень. Я надеюсь, что сейчас в эфире. Постарайся найти ее данные, кто этот человек. Потому что любой человек, который там рассказывает об этом, садится и рассказывает, это начинается, а кто она, чтобы давать такие оценки. Ну, ты можешь сесть и сказать, что, ну... Если ты хочешь поговорить о истории, давай поговорим о истории. Ингушские земли, грузинские земли. А теперь задам вопрос. Откуда вы пришли на эти земли, где вы сейчас живете? И зачем пришли? Кто вас здесь встретил? Кто вас приютил? Одел, обул? Принял свою культуру, обучил вас военному делу. И защищал вас от внешних и внутренних врагов. Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Это не я придумал и не я писал. Это ваши профессора пишут. И когда ты говоришь русский, когда вам хорошо, русский свинья. А когда вам плохо, русский помоги. Если бы не осетины и не русские, которые вас спасли от турка, вас бы сейчас и в Красной книге не было. Вы бы сидели где-нибудь в клетках, и бы люди приходили бы смотрели на вас. Вот что я хочу тебе сказать. И какой у тебя есть дух? Я тебе задам вопрос, самый короткий анекдот. И знаешь, я тебе скажу, грузин вой. Лермонтовский демон читал? Если ты всего грамотным называешь. Что там написано? Бежали робкие грузины. А вы переделали. Бежали робкие осетины. Мы от этого робче не стали. Хочешь поговорить о танцах? Какие у вас танцы? Лекури? Это лекский танец. Какие у вас танцы? И когда вот напяливаешь на себя форму с газырями, ты подумай, ты посмотри на фотографию грузин в национальной форме и увидишь, кто у кого что ворует, эта история знает. И люди умные знают. Хочешь еще поговорить? Поговорим. Ну ты ему скажи, что он на связь вышел. Так, что? Он же... Когда в 2008 году, в день Олимпиады, Грузия напала на Южную Осетию, во все времена, во время Олимпиады, все войны прекращались. А вы как шакалы напали на маленькую Осетию. И говорят, мы на вас напали. Из 58-й армии пошли. А что же вы бежали, если вы такие вояки? Против них что не воевали? До самой турецкой границы грузин не было. Турки их как называют? Все бросили. Все оружие, которое вас, ваши братья американцы снабжали. Не только американцы. Если ты хочешь знать, я тебе тогда задал вопрос. По-русски, по-грузински, по-стински казалась твоя республика. Грузия, Сакартвело, Гуржестан, Джорджия. А как турки называют вашу республику? Хочешь узнать? А он знает, ему стыдно отвечать. Я ему этот вопрос уже задавал. Вас называют Гюрджистан, а дословный перевод «страна рабов». И запомни, Давид Сослан никогда не был в Багратионе. Он саразу. Если хочешь узнать про территорию, а там про Лаурское теснение в сторону Волги, у вас ни пятой земли не было. А со стороны Тбилиси, с Хета, в эту сторону Северо-Сибирска, тоже ни пятой земли не было. И когда ты говоришь русские, наоборот, вам дали наши земли. Вам. Когда генерал Абхазов и генерал Рабинкамф через перевалы Раро и Дугадураста в Южную Осетию пошли на помощь к вам. Ты про это что-нибудь хотя знаешь? Историк ты хренов. Ты не осетин. Ты никто, и звать тебя никак. Ты дырка в бублика. Бублик сели, дырки нет. Грузинский у тебя дух. И выйди на связь.
Видели мы этот дух, видели в 2008 году. И когда вот они выкладывают с 89 по 2008 год, как говорит, Грузия страдала. Почему вы обрезаете эти видео? Почему? Да, досконально все, что там есть, выставляйте. Вот я тебе сейчас скину это видео, да. Я специально из-за этого с Дальнего Востока приехал, чтобы вот человек... Это то самое видео, которое отправили злому Изи. Грузину говорить мы не будем, злому Изи. Это осетинец отправил злому Изи. Марионетки, которые не стоят внимания, это он ему задал. Это, конечно, нас не кажется. Тут в эфире, которые задали вопрос, ты слышал видео? Это видео. Я это видео видел, старое. Там и кроме него были еще несколько видео, когда осетины сами направили этому злому, в кавычках, грузину. Но самое интересное, что я хотел сказать. Мне скинули ссылку, сказали, что вот, смотри, как карачаевцев полностью разбивает там злой грузин и так далее и тому подобное. Ну, там была тема, вы знаете, да, я загружал это видео, когда была такая гипотеза, что якобы, что вообще депортация чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, это было все для того, чтобы Сталин и Берия хотели создать Великую Кахетию, то есть Великую Грузию и так далее и тому подобное. Такую версию, как я вам говорил, я слышал. Одна из версий, что вот почему произошла депортация. И я ее поставил всегда и ставил на самое последнее место. Но этот карачаевец парень, я его не знаю, как даже зовут, он закинул видео. У них, конечно, есть какие-то свои, видать, тоже проблемы. Там уничтожали, не уничтожали дома. Ну вот, и он там показывает ведущего, перевод, показывает прямой его перевод. То есть он там рассказывает, что Берия на самом деле Сталин старались для Грузии и так далее и тому подобное. Этот ролик, и мне говорят, ты видел, развинтили, короче, полностью карачаевцев, там, наказали по полной программе. Ну, я думаю, раз, я говорю, скиньте мне, пожалуйста, ссылку. А я не знаю даже, кто это развинтил там. Они говорят, какой-то грузин. Ну, я хочу послушать, потому что я выложил ролик. Я думаю, как раз ответ этому карачаевцу. Неужели этот парень соврал? То есть там не все моменты, а именно касающиеся нас. Там написано конкретно Чечня, карачаевская, там, карачаевцев, чеченцев, депортация. Этот момент меня интересовал. И я зашел послушать. Ссылку отправь, я говорю, ссылку скидывают. Я захожу, а там сидит этот наш марионетка. Я слушаю видео, думаю, сейчас, что. Ну ладно, там какие-то моменты были. Там, я это даже не смотрел, эти моменты. Там, то, что нас касается, это было 6 или 7 минут нашего видео, где нас конкретно касается, где этот диктор грузинский рассказывает, и я в своем тексте сказал, если есть такие люди, которые сожалеют не о том, что произошло, простых грузин мы не обвиняем, ну и так далее. В надежде послушать что-то сейчас, там, грубо говоря, я до конца даже не смотрел, он сел и разговаривает. К чему я вам это разговариваю? То ли... После часа эфира ему звонит. Он берет телефон в прямом эфире. В прямом эфире к нему звонит. И я знаю уже, кто это звонит. Какой национальности. И он, я хочу встретиться, давай Илью. Это все в прямом эфире, он телефон не ложит. Савош, короче, я бы не стал приглашать. А тот говорит другой. То есть прямо прямым, короче, человек, который... Он с ним в прямом эфире разговаривает, разговор слышно, можно понять речь, слышно его речь. Конкретно о нас не идет, но там речь идет о том, что человек какой-то приехал из нашего соседнего региона в Грузию и хочет с ним встретиться, посидеть в ресторане, пообщаться. Ай. Если бы это был я, допустим, я с кем-нибудь там поехал с этой фамилией, допустим, в Осетии или в Грузии встретился, и кто-нибудь это услышал или заснял, меня бы сделали самым худшим врагом. Обвинили меня, что я там ненавистник ингушей, что я не война, что я такой, 3-е, 10-е. А этот человек ему в прямом эфире звонит, тот берет, давай встретимся, посидим. Брат,
этот ему Савош, я там, то, все. Само собой, не Нохча ему звонит в прямом эфире. Но вот такие вот вещи и лишнее подтверждение, хотя он это и не скрывает. Он говорит, я получаю информацию от моих братьев и так далее и тому подобное. Вот так вот. А когда я вышел в эфир и начал говорить, что мы поддерживаем своих братьев, что на стороне там, ингушей и так далее, это любой человек, кто хочет подтвердить мои слова, зайдите в YouTube, найдите канал этого марионетки. Ответ Карачаевцу, кажется, есть. И во время, когда он слушает разных ученых с Кабардино-Балкарии, нет, он слушает ученых балкарцев, карачаевцев, еще кого-то и грузин. 4 человека на экране выставил. Вот в этот момент перекрутите, и вы увидите, как он берет телефон, как он разговаривает и с кем он разговаривает. Ну, такие вот дела. Ладно, если у вас есть вопрос, я отвечу. Если нет, мы, как говорится, на сегодня уже оставим. Поскольку у нас сегодня, хоть и суббота, по идее, должен был быть очень большой актив, но сегодня многие, походу, или заснули, или устали, а, возможно, готовятся к майским праздникам, то есть весна, рыбалка, шашлыки и так далее и тому подобное. Можно понять людей этих, поэтому, если у вас есть вопросы, задавайте. Ибрahim, есть кто-нибудь, что-нибудь есть там вопросы? Скажи мне. Если нету, я уже тогда не подведу итог. Пока у нас Ибрahim отвечает, смотрит, хочу выразить огромную благодарность моим братьям, сестрам. В первую очередь 2 братьям, которые сегодня поддержали наш канал. Завтра, наверное, эфир сделать я не смогу. К сожалению. Если получится, не знаю, если я где-то смогу что-то, как говорится, подрубить, тогда возможно будет. А так, сегодня актив был низкий, на завтра мы не сможем, к сожалению. Вопрос с Гуно, мы должны, Гуно, реши вопрос выйти в эфир. Когда ты будешь уже готов, когда сможешь выйти в прямой эфир, дай мне знать. Наверное, это ближе будет к следующей неделе. Возможно, в любой день я вам сразу анонсирую, что сегодня эфир. Постараемся, по крайней мере. Кахтан, Ибрahim, я сообщу, потому что мы сделаем эфир и покажем вот эти чурты, которые нашли в северной части нашей Родины, которые там 18-19 веков, исконно Нохчи, Кешниш, то есть это могилы, могильные плиты, некоторые с датами, некоторые без дат. Это лишний раз будет доказательство тем утыркам. Возможно, если у меня получится как-то поехать туда самому или с этим знакомым братом, я поеду, засниму все. В прямом эфире получится, нет, не знаю. И покажу вам на нашем YouTube-канале, Instagram-канале, Facebook, Telegram-канале, ВКонтакте, везде покажу, что на территории Чечни, еще когда не была эта часть передана нам, есть исконные чеченские могилы, что там когда-то жили представители нашего народа, и что эта земля и до того, как ее передали нам, принадлежала представителям нашего народа. Я думаю, это очень интересно для истории, чтобы зафиксировали, чтобы знали. Не думаю, что хоть один нормальный, благоразумный, а тем более ленивый чеченец возьмет могильные плиты 19 века и так далее, там, повезет за Терек, повезет в Шилковской, Каргалиновский район или в Наурский район и поставит, сделает кладбище. И тем более, что вы ему позволили это сделать живущие там люди. Такого быть не может и не сделать никогда. Ночи.
Значит, это исконное кладбище представителей нашего народа, которые проживали там в 19 веке. Хотя мы-то это знаем, но это лишний раз, чтобы знали остальные. Вот. Двум братьям Асламбек, кажется, был и Руслан, которые поддержали. Огромная благодарность. Дерес Хил с Ютуба. Ижри-вежри шун Дерес Хил, Далси Дуэл. Два человека, кажется, кроме этих двух, сегодня, когда днем просмотрели наши эфиры, попросили, отправили donation тоже. То есть они взяли номер карты с нашего нижнего экрана и по этому номеру карты поддержали наш канал. Им тоже огромное спасибо. Баркала, да, саду, выжри. Я понимаю, что это небольшие суммы, это чуть-чуть, вот, в принципе, для нормального человека это вообще чуть-чуть. Но для нас это важно, по чуть-чуть собрать, и чем мы можем какие-то вещи делать. А без этого, к сожалению, видите, я бы, может, еще час провел бы эфира. Но, к сожалению, мы не сможем. На завтра из-за этого придется, не будет завтра эфира. И еще, что я хотел сказать по поводу, что-то важное я хотел сказать, но и забыл, конечно же. Да, есть мне, как раз пока 4 минуты, да, у нас осталось, есть еще одно пожелания наших подписчиков. Они говорят, вот у тебя стримы слишком длинные, если что-то хотят послушать коротко, там, если бы ты 2-3 минуты высказывался по тем или иным. Уважаемые друзья, я коротко говорить могу. Стримы, они специально длинные. Если вам что-то нужно, зайдите в эфир, возьмите кусок, вырежьте и публикуйте, как это делали с ЧП Чечня, или кто-то из наших взял, вырезал, отправил 2-3 минуты. Закидывайте, распространяйте. Что вам нравится, вырезайте, отправляйте. Пускай распространяют, пускай подписывают нам. Я не против. Но и эти обрезки делать, если бы вы задавали во время эфира, я бы коротко на этот вопрос ответил, можно было бы вырезать. Вы не задаете вопросы, а когда я рассказываю, мне приходится рассказывать более развернутый ответ. Нужно ссылаться на один источник, нужно ссылаться на другой источник. В голове, хоть я не называю вам книги, говорю, в этой книге это есть, в той книге это есть. Я могу и зачитывать это. Но все это там по 5-6 минут, короткие ролики, я не могу сделать в стриме. Короткие ролики, если вы мне прислали, вот Башлам, сделай короткий ролик по этому вопросу. Запиши. Наверное, придется делать то же самое. Мы постараемся это сделать. Если какой-то вопрос, что ты думаешь по этому? Я коротко на 2-3 минуты скажу раз, что есть, и можете залить это. Можете. Поэтому вырезать куски нашего стрима, нашего общения по любым вопросам, которые касаются нашей истории. Я же не против. Если вы что-то во благо делаете нашего канала. Во благо это распространение информации, это искать нам новых подписчиков, это подключать новых людей, чтобы они подключились, подписались, и мы могли проводить более позитивно и более интересно наши эфиры. Книги есть, материалы есть, все остальное зависит от вас. Вырезайте, берите, используйте. Только так можно. Вы думаете, почему под каждыми постами я небольшие тексты беру? У Асана возьму, у другого возьму, у третьего возьму. То, что я не знаю, не слышал, чтобы вам было интересно, чтобы вы эти маленькие куски прочитали. Там вся наша история, вся суть вот в этих микроэлементах, которые очень важны. Если вы их по чуть-чуть читать будете, это откладывается. Это очень полезно и для ваших мозгов полезно, и для вашей памяти полезно, и для нашей истории это полезно. Прочитайте, это несложно абсолютно. Поэтому эти моменты нужно учитывать. Пока, конечно же, не закончилось, но я заранее хоть и говорю, не отключайте, сейчас он сам уже должен отключиться. Всем огромное баркала, дерес хейл. Если я каким-то образом кого-то обидел, что-то задел, я прошу прощения вас ради Всевышнего Аллаха. Я никого, ни народы, ни тейпы, ни фамилии, никого не пытался оскорблять. Мы констатируем, рассказываем факты так, как мы их видим, и мы их зачитываем. Что бы я ни хотел, как бы я ни хотел превознести Джопова,
из ночи там тейпа майства. Если в истории грузинами там 3-10 он записан так, когда ты зачитываешь, ты говоришь как есть. И по Губашу Гухоевскому мы точно так же вам рассказывали, как его обезглавили, как его, то есть расчленили его. Башлам, ты у Бакаева читал, что Мальсаговы с Ингушетией и Чанти и Чертуа это цанары. Я читал, не знаю, не могу сказать, что Чертуа, что это цанары, но то, что Мальсаговы я читал, слышал об этом. Мальсаговы, Евлоевы, кажется, что они, эти тайпы относятся к грузинским. То есть, то ли наши, которые ушли из Грузии и вернулись, то ли обратно, я не знаю. Ну, вот так читал. Я, честно сказать, чертой, что они относятся к цанарам, я слышал, но подтверждения этого не нужно. Хотя это очень трудно уже. Потому что Чертуай имеет чисто чеченскую гаплогруппу. Цундера это очень сложно. Аллах рез хаму башлам. Аллах рез масал нахил выжи. Аллахе, я очень многого так Бакаев об этом написал. Ну, значит, он взял материалы откуда-то черту. Карин Харионца. И есть вещи, которые я не находил. Возможно, он как-то косвенно нашел. Но у него очень много материалов, где Варандой, там, чуть ли не с нынешнего Карабаха, с этой области, с Афганистана, с этой области вроде бы, где нашли Варанды и так далее. Очень много материала. Но это, видишь, еще раз только для задумки. Про Чертуай информация у меня есть. Где гора, где озеро. Там разные есть темы. Поэтому я по этому вопросу у меня очень большой материал, кажется, про Чертуай есть. То есть я опубликую его. Про Чертуай опубликую. Про Мулкуай опубликую. Это исконно ногчи тейпы. Но Мулкуай территория осталась на родине, а Чертуай, к сожалению, часть перебралась сюда, здесь, а гора сама родовая и селение осталось в Грузии. Вот такая вот ситуация. Но с материалами я обязательно ознакомлюсь. Про каждый тейп есть очень интересные моменты фактически. Но когда ты определяешь на свое направление, именно смотришь по тейпам, это немножко сложновато. Потому что есть люди, которым нравится какая-то версия, а есть людям, которым не нравится версия про свой тейп. И тут, да, я видел, дошло. И тут, конечно же, начинается какая-то... Я не хочу, допустим, спорить. И я знаю непосредственно про свой тейп, что есть 2-3 версии, даже 4 версии. Вот. Но даже в моем тейпе Элшбато делится, опять же, на тех людей, которые доверяют одной версии, не доверяют другой версии или третьей версии. Ну, такова жизнь, чем такая наша история к радости очень богата. Так что, друзья, не из-за скупости материала. Материал у нас есть. Мне сейчас, честно сказать, нам нужен был очень хороший один меценат, если бы мы нашли, есть очень хорошие карты, которые мне нужно было бы и распечатать, и сделать. А это очень сложно. Сложный момент, это не так просто, чтобы прямо видно было, какое село, в какой части. Есть некоторые очень хорошие наши старые карты, которые огромное количество чеченских селений в горной части. Есть очень хорошая карта, где расписаны кистинцы. И на этой карте, это карта первой половины 19 века, ее тоже я нигде не видел, тоже нужна в большом формате, хотя бы в форме А4, с хорошим качеством, то есть она должна быть найти кого-то, кого можно было бы задействовать, который мог бы помочь. К сожалению, я пока не нахожу. Понты, разговоры есть, а дел, к сожалению, нет. Сколько ты не пытаешься образумить, говоришь, что это нам очень нужно, это очень важно. Остаемся мы с вами и будем работать в Дельтуцину.
Это больше дидухой. По роликам мы разобрались. Я надеюсь, вы поняли. Запомните, прямой эфир и стрим это всегда должно быть как минимум 8-10 даже часов должно. У меня-то стримы не такие длинные, короткие, там 3 часа, 4 часа. По часу мы их разбиваем, получается. Час трафик закончился, обновить. Час трафик закончился, обновить. Вот так каждый их нужно делать. Когда ты работаешь бесперебойно, раньше мы работали, мы могли даже не прерываясь 3-4 часа вести стрим. Вы помнили, да? Не прерывался даже. Мы садились часов 10, заканчивали с утренним намазом. Даже 6 часов были. И причем людей тоже было очень много и достаточно. Но сейчас, к сожалению, из-за атаки и долгого отсутствия нас в Инстаграм, они из-за малой активности начинают сокращать. И мне нужно обновлять каждый час. Обновлять трафик, загружать, обновлять, загружать вот таким образом. Ладно, на этом мы закончили. Всем огромное. Пишите в директ, Facebook, Instagram, если что-то есть интересно. Если найдете старые интересные карты, если у вас есть книга, хотите поделиться, хотите, если вы не читаете, отправьте, дайте мне знать, отправьте через кого-нибудь, я обязательно возьму, я зачитаю. Это очень нам важно, нужно. Я вам много раз рассказывал, что наш один шалинский брат, зовут его Лема, он очень хорошо поддержал книгами. И эти книги на протяжении долгого времени нам дали очень интересный материал. Он прислал, на самом деле, может, он сам не знает, он прислал одну книгу, которая очень редкая. Их очень мало, практически нету. Вроде бы выкидывать пытаются книги некоторые. Но все, что касается чеченской истории, чеченских карт, культуры, оружия, все, что не было, старое, древнее, если у вас есть, свяжитесь. Если вы не читаете, если вам это не нужно, отправьте, чтобы я мог, и мне не придется собирать деньги, и я могу этим поделиться всем. У нас очень хороший актив, на самом деле, если вы думаете, да, что немного. На самом деле, у нас очень хороший просмотр в Ютубе, уже давно за 1 миллион они перевалили. У нас очень хорошее сообщество, я вот в день как минимум, вот, без всего, чисто только мат и оскорбления убирают до 100-150 комментариев в день. 100 это с которой с матом. А так 500 тысяч комментариев. В Ютубе самые активные войны. В Инстаграме тоже есть, но Инстаграм из-за этого бана, как вы знаете, Россия сейчас от этого Инстаграм, Фейсбук, в Фейсбуке сидят умницы и умники, в основном кто с Европы, то есть они активно работают, там материал очень такой крутой, реально крутой, который нужно читать, с которым нужно знакомиться. И Асан там, и остальные. В Телеграме, люди, которые хотят сами рассказать, голосовой чат, хотят пообщаться. А ВКонтакте просто для молодежи, это чисто распределение. И короткие микро ссылки, которые сейчас очень сильно активизировались, это в Твиттере. Наши подписчики, очень много адыгов подключилось, грузинов подключилось. Подписчики очень начали активно и репостить, я смотрю. То есть реально Твиттер, или как он сейчас называется, X, да, они очень сейчас начали распространять информацию касаемо нашей истории, фотографии, карты, фейки, где есть, мы указываем. Так что работа у нас идет, и, может быть, вы не замечаете, но вклад вносите в него вы. В первую очередь тот, кто поддерживает наш канал и помогает. Благодаря вам, вашей активности нам нужно добавить людей, подтянуть. Европейским братьям я тоже хочу сказать, чтобы они максимально подтягивали наших подписчиков. Всем огромная благодарность. Я на связи, не сплю почти что, еще, может быть, 2-3 часа не буду вообще спать, читать буду. Пишите, отправляйте, я буду проверять. Если видел и загружали, скажу, мы загружали, это есть. Если нет, и что-то касается нашего народа, мы будем публиковать. Адекюэл, с вами был ваш брат Башлам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Шумасан дерес хилда дуктахтуа. Деба, деша, даха, санхоми, нохчикам. Дал гахетам вальвах маса.
Assalamu alaikum, Mosebiste Galof, Jasper Koine Noche.